Сәлем жамағат. Бүгін башлайбыз стрим. Так, hazır. Как обычно, телеграмға берем, тикток. Так. Итак, бүгін мен название такой дал. Тусалкин непонятно. Короче, у меня будет бүгін бір, получается, YouTube, потому что ты яңы YouTube'ны ашмадым енді. Занимает телефон, меня занимает телефоны. И получается будет ТикТок. ТикТокка мен придумал тему такую. Стрим егошний никто потом перекачивать не собирается. До хрена жрет интернета, само собой, я думаю. И геморрой его выкачивать оттуда, закачивать у меня мощности нету. Вот так вот. Итог. Буду записывать по 10, там по сколько-то минут по тиктокам и закидывать, короче говоря. Вот сейчас им тоже сообщу о том, что я на эфире по 15 секунд. Сәлем жамағат. Короче, Башқұртстан 24 деген каналымда бүгін мен эфирге шықтым. По-новому будет эта тема. Керегіз, будем сөйлешебіз, как говорится, yazыңыз комментарийлар. Так. Сәлем жамағат. Короче, Башқұртстан 24 деген каналымда бүгін мен эфирге шықтым. По-новому будет эта тема. Керегіз, будем сөйлешебіз, как говорится, yazыңыз комментарийлар. Сәлем жамағат. Короче, Башқұртстан 24 деген каналымда бүгін мен эфирге шықтым. По-новому будет эта тема. Керегіз, будем сөйлешебіз, как говорится, yazыңыз комментарийлар. Сәлем жамағат. Короче, Башқұртстан 24 деген каналымда. Так, в один, короче, кинул. Сегодня тема эфира мне уже написал, будет тема эфира будет интересная. Так, сағат 8 12, короче, Башқұртстанда. Как раз мен бұл тиктокқа жібердім, Башқұртстан тиктогына жібердім. Так, и сейчас закинем это же видео. Или что, нет, давайте другой запишем. Так, другой запишем на другой тикток. Шундыхаль, так. Пока кошелек, будем подождать. В окно я не поставил. В окно не ставил, потому что на всякий зарядка тот мой. Будем вот так пока посиделки, короче, устраивать, пока будем. Зато удобно. Үстел үстінде. Так, мында да жазып қоябыз. Кому что интересно, сегодня тема, конечно, разные. Я сегодня начинал уже, но будем. Так, сәлем жамағат. Қазір Башқұртстан 24 деген YouTube каналымда мен эфирге шықтым. Если кому интересно, керегіз. Дуслар, туғанлар. Будем сегодня обсуждать обо всем. О мусульманах. 15 секундына жазам. Так, сәлем жамағат. Қазір алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. YouTube каналымда мен эфирге шықтым. Если кому интересно, керегіз. Дуслар, туғанлар. Будем сегодня обсуждать обо всем, о мусульманах. Так, сәлем жамағат. Қазір Башқұртстан 20. Так, и как раз начнем записывать один какой-то процесс туда и сюда. Так, давайте башлибас, бисмилля, короче. Самая такая вещь. На днях показывали битиндауна, давайте с него, а потом уже дальше продолжим дальше. Там. Самый интересный жесткий рейд силовиков в мечети Хабаровске. Вот тема разговора будет вот это. Опять біздің мол татарлар, именно мол дием, хам мусульманлар, которые живут Ресейда и не могут ответку дать.
Жесткий рейд, вы, наверное, сами смотрели, Алиф ТВ, да? Ну, Үзегіз қараға можете. Кстати, мына Давид. Так, озырға керек. Так. Жамағат, короче, мен ТикТокта эфир алып бармасқа болдым. Больше потому что толка нету. Вот я буду по 10 минут записывать свой эфир и будем загружать. Вот такую тему сейчас придумал сегодня. Потому что эфир на улице блокирует, а мында дома все равно его перекачивать не хочу. И вот, тема эфира мусульманлар, именно Россиядағы мусульманларны мен обозначил өзімнің YouTube каналымда именно кем ол. Башқұрт, Дагестан, Чечен, татар дедім. Самый шул крупный мусульманларны мен қалғанларын енді жазып тұрмадым. Ну, Дагестан, Чечен дегеш, енді онда Кавказдағылар да шуны ішіне кірейінді, само собой. И біздегілер мында. И все, которые как бы приехавшие, им тоже само собой относятся. Короче говоря, бүтін мусульманларға. Прихожан заставили лечь лицом вниз и убрать руки за спину. Мен аны бір күні, түйкіні қарағаным, что какое-то видео, один мужик снимает с двумя сыновьями, я его даже где-то сказал даже про это в Телеграме или где-то я про это уже говорил. И бүгін как раз мана деген нәрсе намаз оқып отырайым и думаю, дай қабызым әлі деп, мен бір телефонымда ғана ол Алиф ТВ шыға енді. Наверное, я подписан там. И бах, и вот это стоит, короче. Прихожан заставили лечь лицом вниз и убрать руки за спину. И я включаю жесткий рейд силовиков в мечети. И самое интересное, вот этот Алиф ТВ говорит и про Кавказ. Бүтін Россиядағыларына сөйлеу. Онда вот этот Руслан Айсин выступает иногда. Его голоса слышны. Потом Узбекстанна да сөйлеп ала, Казахстанна да сөйлеу. Бүтін жеріне сөйлейді, а толок нету. Вот сегодня как раз-таки я хотел вот дать нагоняй мусульманларга, которые живут в России и молчат. Вы знаете, что еще молчите? Но я об этом уже как бы высказал, как видео, 2 минуты. И вот дадим тоже прослушать в самом телеге, короче, пока мысль не улетела. И вот давайте вот пройдемся просто. Вы видели, наверное, просто давайте по звукам пройдемся по этому, послушаем, что они говорят. Просто читать. Намаз оқып тұралар. Намаз оқып отыралар. Полная издевка. Руки за спину убираем. Показывается, за спину убираем. Остановим пока. Башына қойған қолын, получается, екі қолыны башына қойсаң бетінде, әзгіне бетінде, тірсәгің білән бетінде тұтынып тұрасың, что бетің білән жерге ятмасқа. Даже оны да алдыртырып, қолларын артқа қойдыртылар. Получается, сен бетің білән идәнгә ятырға тиешсің. Бетің білән жерге ятырға тиешсің. Сәждәгә кеткән кебегендек. Типа, только в горизонтальном положении. Вот такая вот издевка. Мәшет ішінде бір татарны ма, кімнедір мәшетінде үйінде енді, во дворе, короче. Сделал он мечеть. Как в Москве, в Бутово. Хабаровский ОФСБ и ОФМС по Хабаровскому краю при поддержке ОМОНа ворвались в здание молельного дома, где проводит богослужение местная религиозная организация мусульман «Благонравие». Судя по кадрам, они ворвались в молельню во время совершения намаза в обуви и заставили прихожан лечь лицом вниз и убрать руки за спину. Что здесь делаем? Ну, молиться пришел. Молиться пришел. Понятно. Вот твое помещение? Нет, я первый раз. Фамилия, имя, отчество? Кучков Хамза Андреевич. Что здесь делаем? Молимся. Твое помещение? Что строится? Дом. Дом? Твой? Мой дом. Твой частный дом? Частный дом строится, да? Оценивая действия силовиков, председатель местной религиозной организации «Благонравие» города Хабаровск Муса Куштов заявил:
Группа вооруженных людей в масках в грубой форме с нецензурной бранью заставили всех верующих лежать лицом в пол. После этого 25 прихожан мечети упаковали в УАЗик и «Газель». Один из сотрудников ОМОНа уплотнял тесную машину телами верующих, с нескрываемым наслаждением применял электрошокер. Несмотря на потерю сознания и судороги, у некоторых пожилых прихожан, невзирая на стариков и детей, верующих штабелями сложили друг на друга и увезли в ближайшее отделение миграционной службы. В 2 машины поместилось 25 человек, включая стариков и несовершеннолетних. Люди задыхались, при попытке пошевелиться получали разряд тока. Куштов сообщил, что земельный участок и расположенное на нем здание, в котором проводился пятничный коллективный намаз, является частным жилым домом, который МРОМ «Благонравие», входящее в Духовное управление мусульман Российской Федерации, арендует у собственника на законных основаниях. Однако это не помешало силовикам осквернить место богослужений и своим поведением задеть чувства верующих. Матершинными ругательствами и топтанием в грязной обуви по коврам мечети было сорвано богослужение. Осквернено святое для мусульман место, где находится Коран. Взорвали соцсети, взбудоражили общественность. Перепугали соседей. Повысили градус социальной и межнациональной напряженности в обществе. А самое главное, ни одного нелегала не поймали. Оказалось, все задержанные прихожане либо граждане Российской Федерации, либо находятся в России законно. Потом уже вот сын этого муллы, короче, азан делает. Добавлю чуть-чуть от себя. Вот ишеттегез, курдегез битенде чё как, да, ведь как это происходит Ресейда. Это было и в Москве такое же. Я вот в Москве, когда жил, то же самое было. Издевательства, чурки, туда-сюда, строятся, выходим, как захватывают, как будто бы, не знаю, именно в пятницу приходили они. По пятницам, только по пятницам они такие движения делают. Ну, здесь понятно, какое-то время пришли. Ну, в Москве так было. Пятничный день ты идешь как по стройке, стройно, или как это называется, по струнке смирно, блин, идешь, короче, на щитке, выходишь оттуда, заходишь оттуда, вот таким образом, через вот этот ОМОН чертовый. Вот так вот. И получается, это окей. Теперь возникает вопрос. И до каких пор вы собираетесь терпеть, мусульманлар? Bütün мусульманга это касается. Намаз укысненько, значит, син мусульман. Давайте будем считать так. Или хотя бы этническим мусульманларга, как говорится, тоже будем, как говорится, намекать. И манкуртам, мусульманам, тоже будем намекать. Вот вы, что вы хотите после этого? После этого вы терпите, сколько можно это вот это ожидать, я не могу понять вообще. Вот намаз прочитав, это посмотрев, я ответил, давайте его тоже послушаем. Потому что народ понимал, альхамдулилля, вот я на своем джайнамазе, да, вот джайнамаз, да, свои комнатушечки, альхамдулилля, я прочитал намаз. Но после этого увидел вот это видео. И как ОМОН, как говорится, захватывает, получается, это мечеть дома, получается, и ну вот и думаете после этого. Туганлар, башкортлар, татарлар, чеченлар, дагестанлар, бүтүнүгүз, сиз нерсе, урустан коркасызмы? Сиз намаз укып турган жерде, мәчеттә намаз укып турасыз, урыстан коркасызмы или Аллахымдан коркасызмы? Шуларга мына миңа жооп таап берегиз. Мына шунда булган, шул мәчеттә булган имам һәм башкалар намаз укыганлар, миңа шуларга жооп таап берегиз. И бүтүн Россиядәге мусульманларга это касается. Миңа шуларга жооп таап берегиз, чтоб вот в моем, получается, джайнамазе, так скажем, да, ведь я, альхамдулилля, читаю намаз, и никто меня, альхамдулилля, в Европе пока еще никуда, как говорится, лицом в пол не втаптывал. А вас в своей же республике, у вас же там, эрефии, вас втаптывают, астафируллах, в пол.
после этого вы что терпите? Кого вы терпите? Вы после этого мне скажете, что вы боитесь Аллаха? Нет, вы не боитесь Аллаха, вы боитесь узкожопых. Давайте, думайте. Примерно вот такая мысль в тот момент пришла мне. Так. Стрим башланды. Вот я буду по 10 минут записывать свой эфир. Сейчас я это тоже загружу. Такую тему сейчас придумал сегодня. Потому что эфир на улице блокирует, а мында дома все равно его перекачивать не хочу. И вот, тема эфира мусульманлар. Именно Россиядagi мусульманларны мен обозначил өзімнің YouTube каналымда именно кем ол башқұрт, Дагестан, чечен, татар дедім. Самый крупный мусульманларны мен қалғанларын енді жазып тұрмадым. Ну, Дагестан, чечен дегенше онда Кавказдағылар да шоның ішіне кірейін, само собой. И біздегілер мында. И все, которые как бы... Так, сейчас этот закинул я. Теперь вот так будем делать. Каждый кусок будем... И вот, теперь отвечаем дальше. Теперь вопрос. Всем. Прослушали ведь индаема? Сейчас вторая 10 минут пошло запись в ТикТок. Мен оптырым татарларға, башқұртларға, намаз оқығанларға, чечен, дагестанларға сіз ойлайсыз, наверное, меня қазір айтасыз. Ну, туғаным, біз бетінде біләбіз бұл нәрсені. Енді нишлерге енді бізге? Соғышырға, что ли? Деген бірінші, наверное, сұрау келе енді. Нормальный кішіден шондай сұрау келе енді. Әйе, соғышырға. Мен сразу жауап берем. Әйе, соғышырға. Даже күрәшірге түгіл мында. Күрәшірге деген сөз уже туры келмей. Мында только соғышырға керек. Если сені битің білән жерге қапладылар ма, уже соғышырға керек. Мен бит сізге айтып тұрам. Мен өзімні вақытны Аллах Тағала меңа шулай иткендір. Так скажем, юлларымны шулай ашқандыр деп ойлаймын. Норвегияда мен исламға келдім. Вроде вы скажете, Айма, какая-то как бы не мусульманская страна, викинги и так далее. Ну, сіз если аңласаңыз, Аллах Тағалам бізге деген нәрсе деген бит енді. Бүтін жер Аллах Тағаламнікі. Космоста бүтін нәрсе. Это мы просто разделили земли на чьи-то и на другие. Точнее, как говорится, власть разделила. Поэтому сен қойда келесің исламда только Аллах Тағалам ғана біле. Шуларға меңа, значит, насип болған Норвегия исламға келерге. Шулардан соң мен аңладым нәрселеген намаз, нәрселеген ислам и так далее. Ну, әзгене мен өзіме ақыл кірте башладым енді. Даже шунда, яшаганда, мені бір кімде намаз нәрсе оқисың деген кіші болмады. Мәктәп вақытында даже школ мына мәктәпке йөрибез бит енді норвег тіліне. Шунда кеткенлер де болды. Намаз оқып келе еді, қайтып келе, дальше оқуына кіре. Шундай малайлар да болды. Мәрхум енді бір именно Мухаммад деген менің бір африканец достым бар еді. Мәрхум өліп кетті анда ол велосипедтен егылып. Шулай, ол Мухаммад особенно бар еді. Но мен ол вақытта мәктәпке йөргәндә, мен әле исламда түгел. Мен вроде бы бармый шикеллек. Потому что мен школдан соң башладым яны. Получается, онда барғаш мен бір елдан соң ғана примерно бір ел десе де былай енді бір ел үткәш мекен, мына шулайрақ мен, наверное, шулай исламға келіп электім. Аллаға шүкір. Шуларға мен нәрсе айтырға енді. Ғұмыр бойы имам болып, ғұмыр бойы исламда йөргән егетлер, мужиклар, абыйлар, әкәләр, мен бит регионлар деген нәрсеге Азияны даже сөйләмим. Мында Рәсәй ішіндегі сөз бара мында. Рәсәйнең ішіндегі еркекләр, ирләр, сіз нәрсе йоклап ятасыз, мен аңламыйм. Сізні бүтінігізні, бүтін регионда бит инде уже издеваться етіп изділер бит инде. Сіз нәрсе ойлайсыз, кімні күтесіз?
Men anglamayman. Mahdini kutasizmi? Kimni kutasiz? Kim sizga yordam beradigan deyish Moskvani jingir uchun? Только biz o'zimizga ishonishga tiyishmiz. Men shulay deb o'ylayman. Alloh taolamdan so'rab, tavakkal qilib Moskvaga borishga kerak, sug'ishirga. Причин много. До хрена. Первая причина, это, я считаю, это уже однозначно по ихним меркам, как они сажают людей, мы можем понять только одно. Значит, получается, язык и посягательство на ислам. Язык и ислам. Вот, это в совокупности это одна причина. Два дейблмимана. Одна причина. Язык наш, у каждого свой. Чечен, Дагестан и так далее, и так далее. Татар, башкирт, якут, башкасы. Ну, речь идет о мусульманах. И в итоге mana bizning tilimiz o'zimizni, родной tilimiz, ona tilimiz и islom. Islomda shuluq bizga ota desak da bo'la, ona desak da bo'la, ona. Ну, eng yoqini bizga u. Shuluq, как можно сопоставлять mana o'zingni eng yoqiningni u ondan da yoqin bo'lirga tegish. Islom. Chunki onda Alloh taolam turadi. Xo'ja bizga. Mana shuni ustundan yurgan kishilar, ustuna tukirib yurgan kishilar bizda imom, bizda masjidga dars beradilar, bola o'qitalar и так далее. Siz вообще адекватныйсizmi? Men anglamayman. Ярару пример возьмем. Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston. Ular islom davlatlari deb hisob olaylik. Ну, ular da urdu berdi. 50-50, как говорят. Хер поймешь кто. Насчет ислама. Государстволары, как говорится, манкурты. Одним словом. А bizning ishimizda не то что манкурт, bizning ishimizda, так скажем, bor dushman. Ularning ishida dushmani yo'q. Bizning ishimizda dushman bor. Biz ishimizdagi dushmanni yaqinlashtirib, Alloh taolamni uzoqqa jibarganmiz. Uzoqlashtirganmiz. Даже произнести тяжело это слово. Yiroqqa jibarganmiz. Uzoqqa. Shunlardan so'ng siz menga ko'krak sug'ib, soqolingni ko'kkanga xatli soqol qilib turib, men musulmonman deysizmi? 1000 marta arab tilini bilgan. Qur'onni suv kabi ichgan. No, ko'tingga javob bera olmaysan. Ko'tingga javob bera olmaysan. На пол-то тебя положили лицом, не меня. Каждого из вас ложит там, Москвада, Россияда, butun жерda, на пол, лицом. Шунардан соң, вы что вы кому хотите доказать? Объясните меня. Что после этого хотите доказать? Я считаю, что bizni jamoat musulmonlarni Россияда уже до такой степени опущенные стали, что вас прессуют в тюрьмах, красные зоны, серые зоны, мусульманские зоны, еще какие-то зоны. А ответка yo'q. Ответка yo'q birsidan da. Bir mana shu millatdan ответка yo'q. Siz narsa o'ylaysiz? Siz o'ylaysiz, наверное, mana ningdir что-то произойдет, и biz hammamiz ozod bo'lamiz. Yo'q, bir narsa не произойдет. Narsa может произойти, men anglamayman. Xotinlaringiz kelib yordam berami sizga? Или bolalaringiz kelib yordam berami? Siz erlarga kim yordam berasin? O'zingizdan boshqa. Erni ustunda kim bor tog'in? Ustun kim bor? Bir kim yo'q.
Только birgina Alloh taolam bor. Kstati, butunimizga u xo'ja, конечно. Erga, xotin, bolaga, hammasiga. А вот bizni ustimizdan bit xo'ja yo'q, получается. Men bit seni ustimdan xo'ja tugul, sen meni ustimdan xo'ja tugul. Значит, sen o'zingni ko'tingga javob berishga urgan. В чем проблема-то? Почему мы должны вот это слушать, блядь, постоянно? Вот так сделали мусульманами, вот так сделали. Каждый день это дерьмо. В новостях Алиф ТВ. Нытье. Не то, что дерьмо. Нытье, блядь, взрослых мужиков, блядь. Кому 50 по 100 лет, блядь. Грубо, да? Хуй с ним меня ни туда, ни сюда утыстугыз. Сколько меня колган яшарга Алла biля. Ну, siz bit, mendan da ololar bor. Mendan yashin, даже men so'lamayman. Men bilan teng barabardan ustun davay hisobni olamiz. Hisobni ustga qilik. Mendan aqlliroqlar bor. Давайте Qur'onni bilganlardan aqlli kishilarni hisobga olaylik. Допустим. Narsa kutasiz. Siz nindi da'vat yosiysiz kishiga, и чем вы хотите нам, вот, чем вы нас хотите наебать? Как вы хотите нас обмануть? Mana bizni Allohga shukr zriyaчих, adekvatных, qulog'imiz, ko'zimiz Allohga shukr ishda ko'ra. Siz чем вы нас хотите наколоть вообще по-жесткому? Чем? Ничем. Qo'lingdan kelmay. Chunki Allohga qarshi kelolmaysan. Alloh taolam bizni ko'zimizni yaxshi ochib qo'ygan. Senikini ham ochgan aslida. No sen litsemersan. Munafiq. Karimov vaqtida Karimov ублюдок hamma o'zbekni soqolini oldirtirdi. Siz o'ylaysiz men u vaqtda islomda tug'ildi, men uni bilmaymanmi? Каждую издевку я слышал, часто слышал, как в ментовку заводили, сбривали бороду, потом выгоняли. Пару суток подержит, отправляют. Терпели. Терпели. Узбекистан терпел. Потом Андижан взбунтовался, но это тоже терпение. Дальше никто не вышел. А Россия? Зур! Психованный чеченлар, блин. Психованный Дагестанлар, блин. А qo'yasiz. Mana, давайте menim basharamga, блядь, qarag'iz menim. Давайте вот, киньте мне какой-нибудь, блядь, вызов, блядь. Вместе пойти, блядь, в Москву, блядь. Qo'yasiz, блядь. Itsikkanlar. Birsigiz yo'q, нахуй. Birsigiz yo'q. Бор только балаболлар, блядь, нахуй. Он-да, мында, блядь, выкрикивают какие-то лозунги, но никто не может собраться. Сегодня как раз эту тему на улице раздувал. Не было дальше раздутия мыслей, как бы, да, так, атмосфера такая, блядь. Мысли туда-сюда улетают. Вот давайте вот эту тему, закончим. Допустим, все, которые вот выкрикивают везде там, блядь, ну давайте начнем, блядь, с Англии, да, допустим, вот Кашапов там сидит. И там до хрена чеченцев. Там до хрена, наверное, дагестанцев. Татар тоже, наверное, хватает каких-то. Манкуртов. Если один Кашапов есть, и уже другие тоже есть, я думаю. Потом Европа, да, дальше туда пройдем. Мында давайте, вот Франция, дальше, вот. Почему? Безда нету общего. Все слагаетесь Турцией. Нарсага, сіз не можете между собой найти общее, собраться и пойти на Москву. В чем проблема? А проблема, я сегодня уже вроде озвучил, страх умереть. Вот в чем проблема. Мәшітке yürüйсіз, өлерге қорқасыз. Мен де қорқамдыр. Өлімден, наверное, бүтін кіші қорқа. Мен шулай деп ойлаймын. Өлім келуі хисап китап білән нешіктір деп ойлаймыз. Жоқ. Хисап китап білән бізді Аллах Таалам алып кетмей. Біз хисаплап та үлгермейбіз. Өліп қоябыз. Siz ойлайсыз хисап білән яшарга. Это с какой, с точки зрения я это подталкиваю на такую мысль? С той, что вы думаете, кто же первый пойдет на Москву,
Вот я с ними и пойду. Но я сам не пойду первый. Я пойду с теми, кто, блядь, нахуй первый пойдет, с ними пойду. Вот шундай мысль. Конечно, оларға жауап жоқ. Оларға мен даже жауап бере алмаймын. Поэтому мен сізге могу өзім артымнан, вот от себя, да, айтырға. Мен барам. Мен мына Мәскеуге точно барам. Мына шу видеоны көріп, мені ашуларым келіп кетті бүгін. До каких пор можно это терпеть? Мен Мәскеуге әзірмін барырға. Кем соң менің білән барыр екен? Вот это вопрос. Әлі мен өзімді башарамны ем көрсеткенім жоқ. Башарамны көрadigan odamlar ko'p-ku. Башарамны көрсетсам, только bitta мысльga boram men. O'ltirib yorishmasa bo'ldi. Chunki задний, да, вырубать я не люблю. Я не иду на заднеприводном нахуй. Если бы я, блядь, чего-то непонятного, какого-то мыслей своих каких-то, блядь, нахуй боялся бы, наверное, я вообще не пиздел бы нахуй. Как мне один, блядь, Марат, блядь, сука, блядь, уебок мой, друг, блядь, из Казани сказал, блядь. Ты же уехал, молчи, тихо сиди, кутынныкыз, типа, не выебывайся. Ну, типа, меня затыкает, блядь. Нихуя ты кто мне, нахуй, затыкать? Сраный татарин, блядь. Син кем, нахуй? Решать мою судьбу. Типа, таким образом мне помогает. Меня синя, он бы помощен сине керек ми? Мәскәүгә барырга, туда-сюда деп әйткәч, ул миңа шундый хуйню мне кинул. Кость, так скажем, блядь, обгрызанную. Ответ такой, чмошный. После этого с такими манкуртами мы точно никуда не пойдем. Поэтому я считаю, что вот я сейчас записываю, это все в ТикТок уйдет. Вот теперь башка шлядамана. Дальше, вот снимай, доходит до головы, грубо говоря, что, блядь, надо снимать по кусками и закидывать нахуй кусками, чтобы люди могли скачать и распространять. А 3-часовой нихуя не могут закинуть. Просто забываю, вот сейчас один момент забыл, оказывается, блядь. Только включил, блядь. Вот. Поэтому, Шунаргат, что я хотел сказать? Что от всего вот этого безобразия, которое творится в Русне, от русских. Почему мен оларны яратмыйм? Потому что 2 ел армияда мен оларны мыскыллауын көрдім. 2 ел армияда. То же самое происходило. Вот то, что вы в мечети видели, то же самое происходило. Упор лежа, 150 человек упор лежа принимает и начинают отжиматься. А там сержанты узкожопые командуют этим парадом всем. А в коптерке, точнее, блядь, в офицерской сидит этот черт, блядь, лейтенант, который ночует ночью. Ну, как это, блядь, дневальный. Посменно же они оставляют этих сержантов. Одних сержантов же не имеют права оставить. Чтобы, блядь, сержантами потом война не произошла. Он как смотрящий. И вот он все, он в коптерке у себя сидел и все, ничего не делал. А сержанты нас дрочили до утра. Допустим, в 6 утра подъем, нас до 4 утра могли дрочить. Потом спать, отбой яда, и кисагат уликке бегеклысын, и басап, и все, тросом. А потом дальше, что происходит, как говорится. Что вы после этого хотите доказать? Закончилось вот. И после этого, получается, ты полудохло идешь служить. 2 года вот этой хуйни. Ну, грубо говоря, 2 года уж не дрочили, но, по крайней мере, вот эту дрочку ты проходишь в течение 2 лет. Сейчас закину и дальше идем. Примерно так. Но самое интересное от всего вот этого, то, что я пытаюсь донести до вас, самое интересное, что мына яхшы беләләр Башкортстанда, Татарстанда, но берсе дә башын күтәрми.
Даже Чечню с Дагестаном даже вписывать не хочу это дело. Бірсі башын көтерме. Вот это и есть наш страх. Вот это и есть наш, как говорится, не ответка, так скажем. Хай Гитлер қолын көтеріп жүрділер. Уфада, Казанда, бүтін жерде тоже промолчали. Ничего не сделали. Мусульманлар тоже ничего не сделали. Ну, как говорится, от всего этого... Как мы должны, как говорится, бороться? Как вы думаете, как мы должны бороться от всего вот этого идиотизма, который нас преследует уже, ну, даже можно сказать, наверное, как ислам пришел. Даже 500 лет, как Казань пала, я не могу сказать. Как ислам пришел, можно сказать. С тех пор, наверное, нас прессуют так. Разные нации. Непонятно кто, но нас прессуют с тех пор. Вот в 900 году, да, 800 чем-то или в 900 году ислам пришел в Казань. Вот с тех пор, наверное, идет эта вся прессовка. Вот эта издевка, это, получается, наезд, как говорится, на мусульман. И мусульмане, получается, терпят и думают, что наша задача терпеть. Нет. Нет. Біздің Мұхаммед пайғамбарымыз не терпел. Нәрсеге ол бүтін жерде соғышқа барған? Немеге хамма жерге ұрышқа барған біздің пайғамбарымыз? Неме үшін? Он не был терпилой, потому что он не терпел, он действовал. Харакат қылған и баракат алған. А мы почему такие нищие? Почему мы такие крысы? А потому что бізде харакат yok. Баракат болыр үшін. Бізде только есть коррупция, унижение, присяга, как говорится, Путину, Кутын яларға. Примерно шундай харакатта біз. Вдобавок еще, бүгін про это тоже потом пройдемся, наверное, о чем, ну, еще высказывания я еще не нашел. Найдем устные высказывания, чтобы я мог прочитать, пока никто не написал. Найдем. Но от себя добавить хочу. Путин Қазақстанға нәрсеге барған, мен аңламадым. Қазір мына Қазақстанға барған, ертеге Өзбекстанға бара, потом Кыргызстанға бара, или барып қайттым уже, Таджикстанға бара. Вот так получается везде. Потом, как сегодня я уже говорил, Грузияға бара, Грузияға бара, потом после Грузии еще куда он может поехать? Молдовию, конечно, не может проехать, да? В Армению, наверное, поедет, да? Это интересно. Получается, собирает своих манкуртов, чтобы они чуть-чуть, утихомирились. И чтобы не борзели. И самое удивительное, что Казахстан, оказывается, зависим Россиядан. Алла. В каком смысле зависим? Независимая страна, зависим Россиядан. Вот это меня убивает. Поэтому мы должны кровь из носа это уничтожить, это дело. Зависимость. Казахстан, Башқұртстаннан, Татарстаннан бір қашанда зависим болмасқа тиіс. Подавно Россиядан. Россия деген нәрсе вообще болмасқа тиіс. И зависимость, слово зависимость меня вообще ішімні, сауруымны қайнатты. Нендей зависимость болырға может 21 ғасырда. Нендей зависимость. Мен вообще оптырауда қалдым. Шолардан соң мен ойлаймын, что Казахстанға само собой президентларын алмаштырға, само собой. И вот это, понимаете, это можно сопоставлять с таким выражением дагестанцев. Я же люблю подкалывать дагестанцев. Как это вот это их коронное слово? Мы, сейчас забыл меня. Эти дотационники. Казахстан тоже тогда независимый, но зависимые дотационщики, значит, получается. Дотационный Дагестан, дотационный Казахстан. Офигительно, да, тема звучит, От кого?
Удивительно. Москвадан. Ну, Москва-то ничего не имеет, кроме торфа. Значит, зависимость идет. Татарстан, Башкортстанга, Чечняга, қойда нефть бар, қойда нәрсеке, древесина, қойда нәрсе бар. Вот к каким регионам зависимость идет. Это получается, біздің туғанлар, біздің әйберге зависим. Это что за херня? Bizni жерден шыққан әйберләрне biz туганларыбызга үзебез хак белән бирә алмыйбыз. Үзебез теләгән нәрсә белән бирә алмыйбыз. Бәлкем без просто биреп тә җибәргә может без. Бездә күп булса. Туганлар белән шулай яшәргә кирәк. А монда стоит, получается, Москва, которая, блин, обделяя нас, наши же вещи продает Казахстану, блядь. Это ни в какие рамки не влазит. И это происходит всю жизнь, пока мы в это дело не вошли. Точнее, кто-то, может, и входил, но до ума не доводит. А біз довести должны это, блядь. Довести, донести. Если біз шуны эшләмәсәк, кем эшләсен? Шуларга Башкортстан белән Татарстанны біз кулга алырга тиешбез обязательно. Обязательно кулга алырга тиешбез, чтобы вот этих издевок между нашими туганлар не должно быть. До Афганистана, как всегда я говорю. Афганлар бізге туган болмаса да, мусульман бізге. Все. Поэтому я считаю, что в данный момент надо срочно действовать против Москвы. Срочно. Как всегда я говорил вам, артта бізні в тылу есть казаклар. Правительство не в счет. Халқы бар. Халық бізні яқлы. Бізге әзгенегіне теге ушаққа утын гына кіртірге керек. Мәскеуге басыр үшін. Мына шу утынны кіртуші біз болырға тиішбіз. Яндырып қана жібәрге, и все, шырпы білән. Гүгіт білән. Битті чақыш керек, тамам шун білән. Из-за этого, я не знаю, полнейшие такие абсурдные происшествия происходят в мире, которые мы проживаем через себя, но ничего не можем сделать. Вот это самое унизительное. Почему? Потому что я свое мнение, там еще кто-то свое мнение, там не может донести до тех, которые внутри живут. Башкортостана, Татарстанда, Ичкерияда, Дагестанда. Вот в каком идиотизме мы живем. Закаев долбится с чеченцами, не может донести это. Херня какая-то там у них тоже. Манкурты сраные. В Дагестане то же самое. Шайтаны, дотационщики, блядь. Ошкалалар как будто бы. Голодранцы как будто бы. Дагестанцы, по идее, там... По сути, они хлеб себе найдут. Это не тот народ, который без хлеба останется. Но страх свой внутри, я считаю, надо побеждать. Намаз оқығанда нәрсе үшін намаз оқилардыр. Мен аңламайм шуларны. Если сен қорқақсың. Вот этот момент не могу. Поэтому я считаю, что мы потеряли тех людей, муджахедов, в свое время и не помогли тогда им, когда у них был дух. А біздікілер, бізде қазір дух жоқ. Біз юғалттық шул муджахедларыбызны, юғалттық Чечняда, үтірдік, юғалттық Қазанда 1552-де. Ondan соң вообще духлы кіші шықмаған Қазаннан, я думаю, 500 жыл ішінде. Одни чморики, блядь. Башқұртстанда да шулай. Один хуй. Татар, башқұрт, икісі бір. Шулай. Поэтому я считаю, бізге обязательно нужно достичь до этого момента, чтобы мы срочным образом, пока эта война чертовая, блядь, идет в Украине, мы должны дойти до Москвы. Мы должны дойти до Москвы и порешать это все. С этим бабаем, узкожопым, путлером и, само собой,
с другими вот этими манкуртами, которые главы регионов наши, уроды. Сейчас закину. Итак, пока отойдем от этой темы, пойдем дальше читать, что там, что тут происходит. Так, пройдемся по общим каким-то. А, вот этот момент хочу прочитать. Вот этот момент я прочитать хочу. Прям это нужно прочитать. Чуть-чуть начал читать, и оставил его для общего понимания. Давайте будем в общаке читать. Итак, какая-то сайт в Ютубе, короче, глазами истории. О чем тут речь идет, но в то же время я ни хера не понял, но попытаемся понять вместе. Может, ты ярый нацист и писать на русском языке не будешь? И вопрос. И брызгать ядовитой слюной на русском сайте тоже не стоит. Вопрос. Пиши уже на казахском языке для сородичей на созданном тобой националистическом сайте. Только не забудь напомнить сородичам на тюркском наречии, кто построил вам города, заводы, рудники, школы, больницы и научил вас грамоте. Это прям, я думаю, такое, это пишет как будто бы этот узкожопый кому-то, не знаю, казахам пишет, наверное, казахам пишет. Узкожопый, мне кажется, пишет. И по этим предложениям можно понять, что это пишет узкожопый какой-то. Только все это не пошло на пользу таким блохастым собакам, как ты, не умеющим избавиться от собственных блох, а только умеющим злобно лаять на них и заодно на окружающий тебя мир. Такая националистическая злоба, зависть и ненависть бывают у людей никчемных, ничего не умеющих создавать что-либо своими руками и своим умом, то есть попросту у которых руки из жопы растут. Кто сказал, что меня не считают потомки крепостных халуев? Что меня не считают? Кто сказал, что меня не считают потомки крепостных халуев? Вопрос. Читают, возмущаются, угрожают. Только вот почему смерды решили, будто они строили больницы, учили нас тюрок грамоте или то, что я пишу якобы на русском языке? На русском сайте. Непонятный текст, непонятно откуда оторван, блядь. Хуй поймешь, но пытаюсь понять. Подавляющая часть русского населения, освобожденная только-только от оков крепостного рабства, даже подписываться не умела, а просто ставили крестики, когда соглашались с сирыми и убогими в лаптях да с котомочками наперевес идти пешком в степи Казахстана. Ну, примерно про узкожопых пидорасов пишут. Черти плоскомордые, вам только сказки и писать, поддержал Славика Назарова Валера Смирнов. Получается, тут еще оскорбления идут на казахов. А третий их дружок добавил: я тебе в чашку кофе только настать могу. Картинки 2-3, и все это... картинки 2-3, наверное, там, наверное, картина есть. И все это к одному посту о Спатаеве Карсыбае. Тоже нихуя не понял. Помните казахскую сироту, который погиб 24 года за русскую империю под названием СССР? Интересно. Вот какая тема так взбесила в очередной раз умы потомков крепостных лапотников. Угу. Не нравится, когда я вразрез официальной историографии осмеливаюсь проводить параллели умышленного геноцида казахов с началом так называемой Великой Отечественной войны. Да, башкиртларда в этой теме участвовали, так скажем, погибали голодомором.
что тогда, что сегодня в Украине, что в Первой мировой войне, да в любом вооруженном конфликте России нужны были ресурсы для проведения местных штурмов. Людей не жалели для воплощения амбиций кремлевских карликов. И раз русские, ну нахуй русскими писать, узкие нахуй, хейтерочки в очередной раз просят показать, как Россия относилась к казахам, то вот очередная тема и временем забыта немецкая газета Райтен Тагеблат 1916 года. 28 ноября газеты из Туркестана сообщают, сегодня что ли, что сейчас начался призыв всех трудоспособных мужчин для прямых армейских целей. Созывы проводятся с большой небрежностью. Имеет место быть и бегство населения из Туркестана в Афганистан. Призванные не используются при... в 1916 году, что ли? И что-то нихуя не понять. Вот интересные такие вот эти пишут, и хуй поймешь, блядь, о чем. Созывы проводятся с большой небрежностью. Имеет место быть и бегство населения из Туркестана в Афганистан. Призванные не используются на трудовой службе в тылу, как это предусмотрено указом, а забираются в казармы и проходят полную военную подготовку. На территории казахов происходят настоящие человеческие охоты, подобные которым были известны только в эпоху охоты на рабов, картинки 1 и 4.5. Нихуя, какие-то картинки еще есть. Потом посмотрим. Для тех, кто не помнит, напомню, что летом 1916 года русский царь Николай II издал указ о привлечении мужского и народческого населения империи для работ по устройству оборонительных сооружений. Но это был обман для отвода глаз. Мужское население отбирали не на тыловые работы, а на саму войну, так как война приобрела для России все более и более угрожающие масштабы. Зачем казахам было воевать на этой войне? Значит, башкортларда барган шундай, да, само собой. Тем более по другую сторону баррикад были турки, родственные казахам люди одной веры и одной языковой группы. Нихуя себе. С турками война с турками, что ли? Удивительно. В тот период казахское население еще не прошло сквозь русские ассимиляционные школы. Казахам еще не успели подменить героев, культуру, язык, идеологию. И поэтому мусульманское население Российской империи, в котором казахи были самым большим народом, подняли восстание. Обратите внимание, как немецкая газета описывает эти события. На территории казахов происходят настоящие человеческие охоты, подобные которым были известны только в эпоху охоты на рабов. Слова казахи, киргизен и рабы отдельно выделил на пятой картинке. Так как, согласен, немецкая речь сложнее воспринимается большинством, чем, допустим, английская. Русское правительство, в кавычках, так как император Николай был по своей сути все еще тем же самым немцем Гольштейн-Готторпским, даже ради подавления туркестанского восстания отозвало с полей Первой мировой войны регулярные части карателей. И уже к осени того же года, согласно британским данным, пост был в сообществе о журнале New Age. Русские убили 500 000 казахов. Дословно. В ноябре 1916 года 500 000 мусульман-казахов были убиты в присутствии своих женщин и детей за то, что они отказались идти на войну. Вот пидорасы, русня, блядь. Блядь, мочить русню нахуй. Только так. Вот она, русская империя, во всей своей красе. Живешь мирно на своей земле, приходят оккупанты, отнимают землю, заселяют ее бывшими смертными да крепостными рабами. А потом в новой войне за чужие имперские амбиции заставляют воевать, идти на мясные штурмы казахское население. Сейчас башкортлар и татарлар в таких же лаптях. Я от себя уже добавил. И попробуй ты только отказаться. В твои села тут же пришлют каратели, которые прямой наводкой из артиллерии, ружьями и саблями убьют 1 000 000 человек. В туркестанском восстании русские убили суммарно до 1 000 000 мусульман. А тех, кого не убили, на них устроят человеческую охоту, как в эпоху охоты на рабов. И уж потом на опустевшие земли казахов Россия, а потом и СССР запустят в эпоху индустриализации американские технологии.
американских инженеров, которые и будут строить заводы, фабрики, больницы взамен полученных золотовалютных ресурсов, которые советская власть выручит от коллективизации и геноцида казахов. Поддержите автора чашкой кофе, всего лишь одна чашка взамен ежедневной многочасовой безостановочной работы. Ведь это наша история, и навряд ли сегодня кто-то еще будет искать, приобретать, рыться в старых забытых столетиях западных газетах, книгах, исследованиях, писать в день по 3-4 поста, чтобы показать, как к нам относился северный сосед. Кстати, это прям в тему, наверное, нашелся он у меня в Ютубе, не знаю как, сегодня наткнулся. Прям как будто бы оно принципиально написано, наверное. 1100 лайков. Сколько просмотров, не знаю. 5 фотографий, да. Немецкие фотографии переведены. Вячеслав Назаров. Оттуда взято еще что-то. Какой-то потом голый. Потом еще какая-то газета. Короче говоря, туганлар, что я могу сказать? Прям как будто бы в тему написано напоминание Казахстану, плюс еще, само собой, башкортларга, татарларга, чеченларга, дагестанларга, да и всем мусульманам, что наш народ мусульманский страдал, страдает до сих пор. Казахстан в свое время, как говорится, тоже, как говорится, пострадал. Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, все тоже были отправлены туда же, грубо говоря, на ссылку. Крым, добавок еще. Ну вот, все это, как говорится, в одной каше. Получается, что у всех одна беда. Русня наш враг. Я считаю, нам нужно срочно, как говорится, сплотиться и дать отпор Москве, потому что дальше терпеть, дальше получается ждать что-то от кого-то, я считаю, это полный идиотизм. Полный. Потому что мы прочитали даже вот эту историю из газеты немецкой. Прочитали, что только не прочитали. Получается, даже Николай был, это немец, фашист, понимаете, немец. В Русне, получается, хуй поймешь, кто вообще правил. Рулил кто, неизвестно. Получается, грубо говоря, если это были немцы, а это колонизаторы, и французы колонизаторы, и англичане колонизаторы, вот откуда все это дуло нахуй. Колонизация Туркестана и так далее. Заебись. Учителя у нас хорошие. Вот так вот. Идем дальше. Одни херовые новости. Так, 28 ноября, давайте послушаем новости в Уфе, что произошло. Что за ебанизм? 10 минут. Смотрите в выпуске. Бюджет Уфы составит почти 42 миллиарда. На что потратят деньги? Мэр Уфы хочет создать патрули, следящие за безопасностью в городе.
В Башкирии водители заплатили почти 2 миллиарда рублей штрафов за нарушение ПДД. Почему растут цены на продукты и как их остановить? Отвечают башкирские и российские бренды. Ратмир Мавлиев заявил о желании создать городские патрули в Уфе. Во время рабочей поездки в Нижний Новгород мэр Уфы ознакомился там с местным историко-социальным проектом «Новый городовой». В рамках него нижегородцы патрулируют главные достопримечательности, туристические локации, следят за порядком и безопасностью на улицах по своей личной инициативе. Думаю, Уфе тоже не помешает внедрение такого решения, отметил Ратмир Мавлиев. В Башкирии водители оплатили почти 2 миллиарда рублей штрафов за нарушение ПДД. Как сообщил директор Центра организации дорожного движения Республики Илья Крюков на пресс-конференции по транспортной инфраструктуре региона, с начала 2024 года дорожные полицейские выписали более 6 миллионов штрафов. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году. В Уфе вновь на несколько часов частично перекроют мост через реку Бела. Так, проезд по крайней правой полосе моста в Ставке будет недоступен с 9 часов утра до 16 часов в это воскресенье 1 декабря. Как сообщили в мэрии, ограничение будет введено на 50-метровом участке из-за капремонта Бельского моста. Экономический год подходит к концу, и на сайте Горсовета Уфы появился проект бюджета столицы Башкирии на следующий год. Прогноз доходов основан на ожидаемых результатах 2024 года, а также учтены экономические сценарии на 3 года. В наступающем году ожидается поступление 41 миллиарда 648 миллионов рублей доходов, которые будут потрачены в полном объеме, без дефицита. Из части доходов почти 88,5% налоговые, оставшиеся 2,5 миллиарда покрывают неналоговые доходы. То, что получено от продажи или аренды государственного имущества, платные услуги, штрафы и сборы. Это и деньги, полученные городом на безвозмездной основе в виде дотаций. Самую крупную субсидию в размере почти 2 миллиардов рублей город получит на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Всего на обслуживание дорог в Уфе чиновники планируют потратить 2 миллиарда 742 миллиона рублей. А вот субсидии на создание инфраструктуры для детского отдыха и оздоровления и улучшение городского освещения в предстоящем году не предусмотрено. Зато в 2026 году на эти цели планируют выделить 102 и 43 миллиона соответственно. Предстоящий год по плану станет последним, когда выделены субсидии на благоустройство общественных территорий Уфы – почти 876 миллионов рублей. Наибольшие траты в размере 11,5 миллиардов на оплату труда педагогических работников. Еще почти 700 миллионов планируют выделить на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов и 539 миллионов на приобретение учебников и средств обучения и прочего. В следующем году, кстати, статья расходов на эту область станет традиционно самой крупной. На образование в городе планируют потратить до 20,5 миллиардов рублей. На отдых, бесплатный проезд для детей-сирот и прочее должна прийти субвенция в размере 592 миллионов рублей. В части расходов, кроме лидирующих позиций, выделяются развитие культуры и искусства чуть более 2 миллиардов рублей и благоустройство городского округа почти 2,5 миллиарда рублей. Чуть больше миллиарда планируют потратить на транспортное обслуживание, немногим больше на развитие физической культуры и спорта. К слову, региональный проект «Спорт». Пиздёж, блядь. Все перепиздят нахуй. Нахуй, пошли дальше. Хуйня какой-то, блядь. Итак, так, мында брат. Безбезно башкорт брат закинул, короче, инфо. Давайте почитаем. И потом перейдем на другие темы. Итак, вот. Сейчас про Казахстан читал, теперь про Башкортостан. Итак, комитет башкирского национального чего-то. Оттуда взято. Давайте перейдем туда сразу. 890 подписчиков. Новость. Итак, ровно 107 лет назад
28 noyabr 1917 yilni Boshqirt natsional движениесі, tarjima etib so'larga что ли, men olib turing mana shulardan narsaga, они на русском пишут. Выражая волю всей башкирской нации, провозгласила создание Башкурдистана. 28 ноябрь. Ага, бүгін, оказывается, все-таки такой знаменитый день. Именно это государство, которое мы также знаем как Первая Башкирская республика, стало отражением башкирского самосознания и башкирской воли. Первый оккупированный Россией народ, создавший автономию. Где же вы? Нам действительно есть чем гордиться. О, мен айтып тұрам бит енді, до этого я уже говорил, блядь, көкірекке суғып, нәрседір әйтергә. Как вам сказать? Гордиться понятно. Нам дейіп болмай. Им гордиться, да, можно. Бізді ата-бабаларыбызға гордиться можно. Но бізге түгел. Біз шүпірәк. Шуны аңларға керек. Чтобы догордиться. Нам есть что помнить. Помнить, ну да. Только помнить можем. Нихуя не больше. И сегодня мы также вспоминаем тех, кто сделал титаническую работу, дабы башкирская нация обрела субъектность. Мы с уважением вспоминаем героев башкирской нации, среди которых, безусловно, Ахмед Заки Валиди, отец-основатель, лидер и беспрекословный авторитет. Это Амир Карамышев, военачальник, павший смертью храбрых. Это Шайхзада Бабич, выдающийся поэт, башкирский Шекспир, павший от рук русских большевиков. Туғанлар, қоясың шулар. Шундай кишілеріні қоясың. Шуларның балалары вообще бар ма екен? Туғанлары қалды ма екен? Қоя екен шуларның туғанлары хотя бы. Удивительно. Это сотни тысяч других имен, которые отдали жизни за свою родную страну, за свой народ. Каждый из нас имеет того героя, который 107 лет назад участвовал в башкирском национальном движении, отстаивая право башкирской нации на самоопределение. Эти герои — это наши предки, наши деды. Мы с гордостью говорим об этом, несмотря на попытки оккупационного российского режима очернить и придать забвению нашей истории. И пусть у вас не будет сомнений, однажды флаг свободного Башкортостана вновь засияет на башкирских землях. Будет еще свободным башкирский народ, будет еще свободен Башкортостан. Иншаллах, иншаллах. Но для этого бізге хазыр босырға керек, хазыр бізге харакет еттерге керек. Мына шунда может бір нәрсеге келіп шығар. Чтобы мы хотя бы о том, что мы читаем, вот сейчас мы это читаем, изучаем, но по нему же надо жить, а просто прочитать и выбросить, я думаю, это не порядок. Львы уральские свой край не дадут топтать врагам. Кровь башкирская взыграй, силу дай своим сынам. Не раздавит супостат дух башкир. Под каблуком он вовек не будет смят. Разгоревшись раз огнем, светоносный дивный стан, светоч наш Башкортостан, постигал здесь бренный мир, лев по имени Башкир. Ну, шундайны ук бит инде башкорт тілінде, татар тілінде жазып болмайм екен. Аңламайм шуны. На русском. Вроде написано складно, но на русском. Ну, ярар инде. Хотя бы это. Ну, а так, как говорится, хотя бы историю, как говорится, нам просвещают на этом тоже, рахмат. Так, у нас для вас хорошая новость. Комитет Башкирского национального движения за рубежом запустил свой сайт. Теперь вы можете узнавать эксклюзивные новости из жизни башкир, читать о реальных проблемах в Башкортостане, какая идет борьба Башкирского национального движения за независимость республики. Заходите на сайт, читайте статьи, смотрите видео, распространяйте информацию о реальном положении дел в башкирском народе. Ну, әллә качан эшләргә иде бит. Bashnd.org деген. Амнистия солдатам из Башкортостана, воюющим в Украине. 28 ноября 1917 года создание Башкурдистана. Вот.
Вот. Вот это можно вещь как бы закинуть, как говорится, вот в ТикТок, куда-то вот продвинуть можно. Сейчас я скопирую прямо на месте возле вас и закину в ТикТок. Сейчас вот это тоже закину. Так, прочитал я вроде бы. Так, чтобы не забыть. Обозначаю я их стрим Кисяги, кто там в ТикТоке будет, вдруг захочет смотреть стрим Кисяги, вот теперь так будет, вот точно больше шляда, блядь. Стрим Кисяги номер 5. Вот каждые 10 минут буду вот загружать. Главное не забывать нажимать, блядь. Блядь, собственно, назад. Ёбаная музыка цепляется. Так, все, хан, будет телефон, нас сейчас загрузим мы. Как раз гружу, каждые 10 минут қарап баралар. Сейчас загрузил. Так, идем дальше. Может, в телегу закину, как рекламку. И сейчас в ТикТок кинем. Сразу так поймем. Так. Так, все, загрузил. Так, и так дальше. Значит, получается, шунды күн бүгін болған. Вот, как говорится. Итак. Ну, об этом тоже можно говорить, конечно. Ну, я вроде сегодня говорил уже, или что там. Сирийцы подставили российских военных. Повстанцы захватили базу Асада в Алеппо. Гибель российского спецназа в Сирии. Вот так деген каналдан закинули. Давайте, наверное, он недолго говорит там. Просто мимолетно пройдем. Впервые с марта 2020 года и впервые за всю историю настолько широко используя FPV-дроны. Сирийская национальная армия напала на войска Башара Асада. Один за другим повстанцы берут под свой контроль десятки населенных пунктов, в том числе города Урм-ас-Сугра и Анджара. Но главная победа свободной армии на данный момент – это захват крупнейшей военной базы режима Асада в западном Алеппо. То, что были заняты несколько этих населенных пунктов, сел, это вот тревожный звоночек для Дамаска, для Асада, поскольку если будут взяты еще несколько более крупных населенных пунктов, дорога на Халеб или Алеппо, как у нас принято называть этот город, на самый большой город в Сирии, будет открыта.
Заходя в города и поселки, повстанцы не только забирают боеприпасы со складов и брошенную бронетехнику, но и срывают со стен рекламных баннеров изображения Асада. Российские пропагандисты тем временем сообщают, профиль президента Сирии видели в четверг вживую в Кремле. Башар Асад прибыл в Москву. Готовится встреча с Путиным. Будет объяснять, почему он умудрился снова все просрать. Путин уже помогает. Сейчас идут обстрелы повстанцев как в Идлибе, так и на подступах к Алеппо. В этом участвует российская авиация, российские дроны. Там Россия собирает разведданные. Другое дело, что российская группировка в Сирии значительно уменьшилась после начала вторжения. К слову, российская армия в ходе нового витка гражданской войны в Сирии уже также понесла свои первые потери. В подтверждение этому местные военные паблики распространяют фото захваченного российского оружия, расстрелянных автомобилей российских солдат. Да и сами россияне с поля боя сообщают о сложной ситуации, в которой оказались, и о предательстве со стороны сирийских военных. Трусливые создания под наименованием Садыки исполнили свой любимый маневр и начали сваливать не только пешком, но даже на танках, в очередной раз таким образом подставив наших. К сожалению, есть печальный итог для одного из подразделений России. Фото и видео по сети уже распространяют духи. Свои операции в Сирии проводит и Украина. В июне этого года, например, издание «Киевпост» опубликовало видео, на котором запечатлена совместная операция украинской разведки и сирийских повстанцев против российских наемников. Впрочем, основную поддержку повстанцам оказывают Турция и США. В то время как на стороне Асада, помимо России, занятой своей войной, а также изрядно потрепанной израильскими войсками Хизбаллы, в союзниках числится только Иран. К слову, он от ударов по Израилю тоже крепче не стал. Россия же в Сирии сейчас имеет 114 военных объектов, в том числе 21 военную базу. И большая их часть находится именно в районе Алеппо. Михаил Пранович, вот так. Мне нравится эта новость, очень даже нравится. Когда услышал, что там еще украинцы там вмазанные. Ну, что можно добавить от себя? До этого, помните, говорил про мусульман? Вот, когда мы говорим об исламе и о том, что наш пророк действовал, как говорится, по исламу и жил по исламу, это означает, вот это то, что вы сейчас слышали, что ушли они куда-то, вот эти повстанцы, но не навсегда. Поэтому, исходя от этого, Башкортостанда, Татарстанда, мы ушли навсегда. Восстание эти не было уже 100 лет назад только было. Вот 100 лет назад было. Тишина Башкортостанда. Татарстанда вообще подавно. Манкурты, винегреты. Поэтому я считаю, что смотря на Сирию, я понимаю, что действия ихние не были, как говорится, навсегда как бы исчезнутые. И всегда был это 2015 год, Сирия, все бегут до Норвегии, война. Вся Европа заполнена сирийцами. И прошло грубо 10 лет. 10 лет, и они опять вытащили, как говорится, грубо говоря, свой нос. А может, до этого тоже они были, но до такой степени что-то слышно не было, пока этих узкожопых не ёбнули. Значит, это и тот конкретный намек, безнекелярия, что если даже уж они встали, то, наверное, нам уже давно надо проснуться против Москвы. Москва где? Сирия где? Люди встали. А мы, блядь, внутри России не можем встать, блядь, против Москвы, блядь. Рядом, перед носом. 1000 километров от Казани. Уфадан 1500. В чем проблема? Получается, голые, босоногие
в палатках живут. Вот эти повстанцы сирийские. В нищете, блядь. По 10 детей у каждого. Они, как говорится, в боевой готовности. А мы прохлаждаемся, понимаешь ли, Уфа Казанда. Басни, блядь, нахуй, Крылова, слушая, блядь, Хабирова, Миниханова, там, блядь, на Кавказе Кадырова. И сколько это будет продолжаться, я не могу понять. Если даже вот эти, блядь, грубо говоря, без штанов команда атаковала узкожопых и забрали, до этого еще где-то слышал, забрали тачку еще, блядь. Блядь. А мы когда? Когда рак на горе свистнет, да? Башкортстан отлары. Bu tanıdığınızmı kim bu? Alsыновны малайы жырлады, получается. Талпар атым деп біз
Толпар газетасын өмір бойы алдық. Шындай газет бар бізде, Толпар деген. Шулай, получается, Алсыновтың малайы екінші жыр жырлаған уже. Во время песни клипы инде шулай, отлар туда-сюда. Оценивая вот это положение егошнее и энкесен, семьясын и так далее, эталера утра, я об этом уже когда-то говорил, намекал. Но тут другая мысль пришла, интересная. Допустим, Мына Алсынов утра, 80 киши утра, допустим, Башқұртстанда. Ну, Татарстанда, допустим, мына теге 4 хатын утра енді, Хизбут Тахри. Еще башқалар утра, Энгель Фаттахов, ни за что сел. И еще других там по именам не помню. Теге нәрсекей комик, әлләкем, теге всякие приколы рассказывал. Потом он, оказывается, начальник какого-то театра был. Раиль Садриев вроде бы, если не путаю. Тоже нормальный мужик был. Сидит. Или что-то с ним происходит иногда, короче. Ну, что я хочу сказать. Именно про Алсынова. Алсынов вышел насчет горы. Окей, замяли насчет горы, забыли про насчет горы то, что он вышел. Допустим, будем думать, он вышел за холок. Но это не мог сказать это на общество. Думал, посадят. Но его посадили все равно. Исходя от этого, вопрос народу Башкортостана и Татарстана. Сидят везде. И в Чечне, и в Дагестане. Везде. Но здесь интересный факт. Нигде такого не было. То, что он так сделал. Нет. Вот у него, можно сказать, у Алсынова ребенок эксклюзивный момент. Какой? Бір жер білән шықты. Әтәсі дип. Икенче жер белән уже исләтә Башкортстан атларын. И вот. Допустим, сездә Алла сакласын, происходит такая же ЧП, так скажем, да ведь? Кого-то из нас посадили. Ребенок начал выступать, то все, намекая на то, что народ встал. Понимаете? Да, можно интерпретировать там в легком понимании. Ну, пострадает, вырастет, ничего поймет. Оно было бы, знаете как? Оно было бы, допустим, посадили бы где-нибудь в Узбекистане независимом, Казахстане независимом, Кыргызстане, в Таджикистане независимом, Грузии независимый жерда киши утра. Это базара нет. Окей. Это, с кем не бывает. Но тут именно такой момент все происходит в одном флаконе. Война в Украине. Посадили Алсынова. Бардак в Башкортостане. Мобилизация. Татарстанда бардак. Все, если в одно, как говорится, собрать букет этот. Болезнь хуже рака. И тут получается Бәләкәй Молай намекает своему народу, башкортларга, татарларга, Башкортостан халкына конца концов. Тұрып, шуны әтәсен урынына кайтарырга. Бәләкәй малайны әтәсен азат итәргә.
Конечно, Alloh taolam bizga narsa mong'ayga yozgan shu bo'ladi deb o'ylaymiz bitindaymi? No, olay tugul. Hozir butun bir bizni qo'limizda. Mana данный moment butun bir bizni qo'limizda. Alsınov ozod bo'luvi, 80 mujik ozod bo'luvi, ham Qozondagi xotinlar ozod bo'luvi, boshqalar ozod bo'luvi bizni qo'lda. Biz mana zindonda tugul kishilarni qo'limda. Исходя от этого, к чему я это веду? Это к тому, что любой palakat, bizda palakat deylar, o'zbeklarda bilmayman boshqacha totarcha nechik bo'lar ekan u so'z. Palakat, вот этот. Problema, да, типа вот это. Har bir boshimizda bor. Har bir kishini boshida bor olay bir. Вот это дерьмовая черная полоса. Как это говорят узкожопые? Черная кошка пробежала. Шунарга, если мы сейчас не встанем, не поможем своим людям, своим землякам, в конце до концов, народу своему, земле своей, то когда мы встанем-то? Когда Алсынов выйдет с тюрьмы? Или когда его, может, грохнут еще там, блядь, как Навального? Аллах согласен. Еще что-то, блядь. Ну, двоих же уже ёбнули, грубо говоря. Эми, шул 80 кишини ичинен. 80 ми, 100 монда. Понимаете? Если добавок еще добавить всяких, блядь, людей, которых сажают сейчас, даже своих узких же они сажают. Сегодня услышал, одного мужика посадили какой-то на Г, что ли, на К, что-то, блядь. 12 лет, блядь. Потом еще добавили 2, блядь. Хоть поймешь, я охуел. Было 7, говорит, потом еще 3 добавили. За то, что он прослушка что-то, блядь. Вот представили, да? Получается. Алсыновлар и 80 киши тоже не гарантированные. А с Крымоскалов на днях одного чувака на 9 лет посадили. Молодой, на 9 лет. Это пиздец, блядь. Если мы вот это дерьмо, блядь, если схавали, как этот ебан, блядь, Алтынай Валитов сказал, схавали, блядь. От его выражения, блядь, аж мне ха-ха ловлю от его, блядь, слов. Да, мы схавали, оказывается, блядь. Мы что, хавать должны? Да, мы хаваем, блядь. Мы хаваем, блядь, уже сколько? Да хуя. И после этого, как говорится, bizda birlik yo'q. Malay, блядь, 10 yoshlik malay, блядь, chiqib atasini jir-jirli. Munda og'zini qarab turgan Putinni mujiklar bir qo'l qimillatmaylar, блядь. Barmoqqa so'qmaylar, блядь. Молчат, как рыбы, блядь. И что после этого? Как вы хотите спасти Башкортостан с Татарстаном, блядь? Просто, что ли? Bizga butunisi qarab tura, блядь. Butunisi qarab tura, narsasin biz kutamiz. Ni uchun biz nimani kutamiz? Men anglamayman. Nimani kutamiz biz? Shuni menga aytinglarchi, nimani biz kutyapmiz? Я не могу понять, что мы ждем. Когда мы сдохнем, блядь, когда нам, блядь, будет по 80 лет, потом вот так же я буду нажимать телефон, блядь, говорить: «Туганлар, кочан инде Москвага барабыз инде, эй, аузына тычымлар». Вот так, да, буду я говорить, да, наверное? Кряхтя, блядь. Когда же мы пойдем, блядь, на Москву, когда нас, блядь, уже всех перережут, блядь, тогда пойдем, да? Да Башкортостан нахуй кому нужен он будет уже тогда, блядь. Потому что там одни манкурты рождаются, блядь. Школ нет, ничего нет. Вы что хотите? Вот этого я не могу вообще, блядь, хрен знает, понять вот этого, блядь. Я думаю, сейчас представляю, блядь,
Если бы я жил бы в Узбекистане, такая же хуйня была бы, наверное. Этим нахуй узбекам то же самое нахуй. Хуй ты донесешь, блядь. Что нужно менять власть. Блядь. Слушать песни ребенка, блядь. Хз, блядь. Еле выдержал, блядь. Просто ужас, блядь. Надеюсь, записывает там. Вроде пишет. Вроде пишет. Да, уже 30 человек посмотрело. 90 человек посмотрело уже в ТикТоке. 90, другой вот 30, 17, 15, 19. Просто не грузит сейчас. Давайте пусть загружает, а то он не успевает грузить даже. Говно интернет грузит мои вообще. Как раз вот по темам оно будет разделенное. Каждая тема как-то продолжение разделенное где-то. Шулай-блайнда. Сейчас. Но там уже конкретно уже 10 тысяч подписчиков. Я думаю, оно улетит куда-нибудь сейчас. Надеюсь, они распространят люди. Әллә кашан шулай эшләмәгәнмен, тупой, блядь. Только вот шли башлады. Итак, давайте просто пока грузит, почитаем новость такую интересную. Вот там видео. Смотрите, Инстаграм, да. В Германии состоялись похороны марки Volkswagen. Траурная процессия сняли на видео. На кадрах видно, что в перформансе приняли участие десятки человек. Ну да, они больно прям пиздец ебанутые нахуй. Немцы тоже ебанутые нахуй, по сути, блядь. Ну хули, шайтаны неверующие, блядь, пидоры. С этим, блядь, они шли, блядь, шалга, блядь, шалга, как это по-русски, блядь, коса, блядь. Сука, косой нахуй, сука, ебанутые, блядь. В черный одетый, как будто, блядь, сука, этот. Ужас, короче. Типа, блядь, смерть, типа. И вот, траурная процессия прошла по улицам города Вольфсбурга, в котором располагается штаб-квартира автопроизводителя. Похороны народной марки прошли на фоне новостей о грядущем закрытии 3 заводов ФРГ и сокращении зарплат оставшимся сотрудникам. Исполнительный директор Volkswagen Томас Шефер в комментарии издания Reuters сообщил, что дыра в бюджете компании составляет около 4 миллиарда евро, так что непопулярных мер избежать не удастся. Большинство сокращений рабочих мест хотят провести путем увольнения или досрочного вывода людей на пенсию. Но этим делом не ограничится. Работникам структур Volkswagen AG планируется еще и сократить зарплату на 10%. Один из старейших в мире автомобильных заводов может вообще прекратить существование, если компания Volkswagen не адаптируется к низким продажам в Евросоюзе в течение 1 или 2 лет, то ее ждет крах. Об этом говорил в сентябре на встрече с представителем Евросоюза финдиректор автогиганта Арно Антлиц. Уже тогда было известно, что залатать пробоины решили за счет простых рабочих. Порожняк полный. И в этот момент еще вдобавок еще, блядь, туда решили завести с Узбекистана, еще откуда-то оттуда, блядь, нахуй, еще беженцы эти, нахуй, в рот ебись дохуя. И вот тебе нахуй. Вот. И вот, после вот таких всяких вещей, как говорится, может оно как бы и не бьет оно по карману, по ихнему, да, но в то же время оно, как говорится, будет давать пробоину, как бы,
причина, блядь, для народа, чтобы, блядь, пугать и давить народ. Примерно вот такая тематика. Вот я так считаю. По-другому никак. Блядь. Вот такая фигня. Вот. Надеюсь, такой хуйни в Франции не будет. Блядь, тут тоже нахуй кипиш не начнется, блядь. Ну вот посмотрим, как это будет происходить, блядь, в Германии теперь. Начнут ли, блядь, депортировать нахуй беженцев и так далее, или мозги будут ебать еще кому-нибудь. Примерно вот такая тема. Итак. Ну, вот здесь такая новость, типа, памятник Салавату Юлаю может украсить новую купюру в 1000 рублей. Центральный банк России представил список из 25 достопримечательностей. Знаете, памятник снесут или нет, Аллах, бля. А вдобавок еще вот этот, блядь, купюру сделать хотят. Если помните, блядь, Брил надо в Казанда что-то сказали, будем делать, нихуя не сделали. Вроде бы что-то хотели сделать. Еще где-то что-то обещали сделать, нихуя не сделали, да? Пиздеж и провокация, нахуй. Или если даже, блядь, вдруг они захотят сделать, нахуй, то снесут памятник. А потом на купюру сделают. Ну вот же вам, дали же на купюру. Заткнитесь, нахуй. Или что-то в этом роде. И все. Не больше. Ну вот да. В Сирии повязали толпу российских офицеров. Плачутся в плену и хотят зрения в Алеппо. Плачутся, говорит, домой хотят. Вот поражаюсь над названиями, блядь, или чё, я не знаю, блядь, этого Руслана Габасова. На днях у него выходило стрим, ну, какой-то кусочек видео, то, что Башкортостан будет все равно непобедим, ну, там, или независимым. А тут сегодня Россия никогда не будет свободной. Башкиры не люди. Что за хуйня, блядь, да? Давайте послушаем вместе. Что за хрень это? Непонятная, блядь. Нездоровое, так скажем, название. О чем они говорят там? О чем дискуссии? Врубим, короче. Пока не догрузилось, ну ладно уж врубим. Долго грузит, уж жестко долго грузит. И давайте послушаем, о чем говорят. Если мы сейчас не воспользуемся вот этим предстоящим окном возможностей, не выйдем из состава России, не образуем свое независимое государство, я думаю, что мы, возможно, просто исчезнем как народ. То, что Россия будет свободной, я в это не верю. Назовите хотя бы 30 лет, когда Россия была свободной. Никогда такого не было. В любом периоде империя, СССР, федерация, она не была свободной. Я знаю, как болен этот русский народ этим имперством. Он не даст России быть свободным. Но я верю, что Республика Башкортостан, которая, когда станет она независимой, она обязательно будет свободной, потому что мы башкиры, мы другие, мы не русские. У нас есть свой менталитет, у нас есть свой язык, своя культура, свои традиции. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов. Если мы сейчас не воспользуемся вот этим предстоящим окном возможностей, не выйдем из состава России, не образуем свое независимое государство, я думаю, что мы, возможно, просто исчезнем как народ. То, что Россия будет свободной, я в это не верю. Я его могу понять. Руслана. Пусть он, конечно, блядь, всяких хуйню несет порой иногда, блядь, которые в моих мыслях не сопоставляются, блядь. Ну, у каждого свое мышление. Поэтому я сегодня только об этом говорил на улице, когда ехал. Бізге бит инде вместе надо. Башкортлар мына үзләре, блядь, күкрәккә сугып әйтәләр, бездә җыен булган, җыенда сөйләшергә кирәк дияләр. Мин башкорт телен белмим бит инде. Ну, җыен булгач бит инде. Ну, җыен тогда. Нәрсәгә соң җыймыйсың кешеләреңне?
narsaga siz hammangiz bir yoqdan ikkinchi yoqdan kikirib o'tirasiz onda, блядь. Birsi munda, birsi onda. Я же вам говорю, блядь. Поэтому у него уже такие нападки идут. Он один, понимаете? Когда человек один, у него уже такие мысли выходят, что никогда не будет свободы, блядь. Это уже паника. Это уже пессимизм. Потому что он уже, получается, в одиночестве разочаровывается от своих земляков, нации, башкортлардан, татарлардан. Бывает же у меня тоже такие моменты. Я же постоянно это я говорю это. Все нахуй, надоело, не буду больше ничего делать. Что он еще? Я 1000 раз уже говорил, блядь, передайте вот ему, чтобы он собрал команду свою. Почему у Навальняк сраных нахуй команда есть, у Каца есть, у Ходорковского команда есть, у долбоеба Кашапова даже есть команда, блядь. Но нихуя тупая команда, она туркоебы. Команда Кашапова это дерьмо нахуй. Это Аида Абдрахманова, чмошница, сука, из Швеции, блядь. И остальная шушера ебаная, блядь. Я вообще нахуй их ненавижу, блядь, гандоны. В итоге, Ильшат Хаби там один в ебло трескается в Нью-Йорке. Этот Ильшат Хабиров или Хаби, блядь, как он, блядь, фамилиясы екен. Укоротил я, блядь, таги фамилиясын. Ильшат Хаби, блядь. Шунарга Башкортостандан шыққан халық любой нации. Любой, блядь. Потому что оларда может мысль такая возникнет нахуй. Мен бит чистый башкорт түгел бит. А олар ши башкорт бит. Біз оларны ши башкорт дейік. Ши башкортлар, получается, могут, так скажем, мозги ебать по своей национальной структуре, блядь. То, что мен бит, блядь, нахуй, метис. Шунарга, если син, получается, урысны өзіңнен ұзақлаштырсаң и өзіңе әзгене қаратсаң, Башқұртстаннан шыққан малайларны, Башқұртстанда яшап өскен егетлерні күрешем деген кішілерге якынлашсаң, бәлкім син, как говорится, өзіңні шул оболочкаңда в одно ебало, как говорится, ты бы не пиздел бы. Поэтому, исходя от этого, у Руслана Габбасова есть, блядь, вот эти моменты. Он ведь еще, блядь, Лига свободных наций, он куда-то постоянно ходит, интервью дает. Вот это меня убивает, блядь. Но я-то себя не показываю. Может, и я давал бы, наверное, где-нибудь интервью. Но я-то, блядь, вот так как он, блядь, каягазга ураб сулямим, нахуй. Я такие интервью, я не знаю, может, конечно, на публику материться, блядь, как-то скажут, не надо, блядь, мне они могут сказать, ну, блядь, нахуй, запикивать будут. Или надо как-то, блядь, текст пусть они мне составят. Но в то же время, если они мне будут задавать вопрос, я им как-то должен буду отвечать красиво, блядь, в тот момент. Чтобы, блядь, холокка курсаторга, блядь. Но... И этого даже, как говорится, я не хочу, блядь, стесняться. Мне похуй вообще, блядь. Потому что, блядь, высказывания, блядь, нахуй, конкретные, юрактан шығарып сөйлеген сөз, я считаю, это лучше, чем, блядь, лицемерное, нахуй, утаивание, блядь, нахуй, своих конкретных мыслей перед народом и так далее. Я считаю, блядь, нахуй, если он вот так вылазит, говорит по всем инстанциям, бла-бла-бла-бла-бла, и уже начинает истерить то, что, блядь, нахуй, мы вряд ли, блядь, нахуй, получим независимость, и узкожопые не хотят отдавать, но это уже, блядь, как-то, нахуй, попахивает, нахуй, тем, что, блядь, человек уже обосрался. И в таком контексте Алсынова баласына әтәсін шығарып болмас. Бәлекей Алсыновка әтәсін якын вақытта.
Не говоря о других еще. Шунарға туғанлар бірләшергә кирәк. Бірләшеп кенә эш чыгарып була. Вот заметьте одну вещь, я вам приведу вообще левый пример по Украине. Вот давайте вот по Украине левый пример вам. Тема такая. В Украине вы думаете, что одни украинцы сейчас там быкуют, да, против русни? Нихуя. Половина все там, блядь, 99% яхуды это. Получается, яхуды же каким-то образом напрягли украинцев воевать. Получается, яхуды и украинцы же вместе снюхались почему-то. Непонятно почему, блядь. А мы, бертуганлар, грубо говоря, башкир татар, мы не можем снюхаться вместе и пойти на Москву. Почему-то они могут, мы не можем. Украин койда инде и яхуд койда. Мы же не можем их сопоставлять, двоих. Две разные вообще, категорически разные нации, блядь. В одну нацию мы не можем их слить. Одни другие вообще другие нахрен. Просто, как говорится, Моисей, Одиссей водил их, блядь, и вот они заблудились и попали в Украину. Эти евреи. В итоге воюют, как говорится, вместе за украинскую землю. Потому что им некуда идти, блядь. Пиздовать в Израиль, которого тоже не было. Недавно создался. Шунарга, я считаю, что башкирт, блин, татар срочно должен образовать свою, как говорится, роту, дивизию, дружбу, как говорится, грубо говоря, скажу, совокупление, да, так скажем, блядь, наше, совместное, в срочном порядке против Москвы. Это не те, я считаю, это не те действия, наверное, должны быть, которые диктует Кашапов. Чуть-чуть можно согласиться с Габбасовым. Главное, без Турции. Движение без Турции. Вот так вот. Так, окей. Идем дальше. Так. Курс доллара и евро, все, накрыл, короче, этот полностью, как говорится, русню. Они в полной жопе. Так.
Так, давайте теперь пройдемся по этому. Так и, короче, этот. Ну да, вот, блядь, я стою, и этот стоит, блядь. Руслан Сулейман. Канада. Удивительно в этом. Куштау, вот этом, чат Куштау, Байрами. И самое интересное, оттуда никто не вылазит. Вот реально, они просто сидят там, но никто не вылазит. Меня просто убивает вот эта тема, бля, я охерею. Ну да, вот тут тоже про этот. Рядовой деколонизатор. Он что пишет? Я про это сегодня говорил, нет? Ну да, говорил, да, в одном эфире. Так себе. Насчет Илья Пономарева. Это, я не понял, рядовой деколонизатор, это он написал вроде бы свои мысли. Получается, рядовой деколонизатору дошло, или он откуда-то его скопирнул, чьи-то мысли? Вот это интересный момент. Деловой деколонизатор кем икәнен ул рядовой деколонизатор? Татар? И ну я об этом сегодня уже высказывал, да, ведь давайте сейчас так выскажемся еще раз, или я уже высказывал про это. Блять, грузит херово, даже эти 10 минут грузят пипец херово. В ТикТок, блять. Так, сейчас скажу, сколько человек просмотрело. Ну, бүгін кеше юк инде, күрдегез, кеше юк. Мында не поймешь, четверг, и вроде рано вышел, да, это кеше юк. Хер поймешь, короче, да. Или еще. То ли дискотека у них. Или этот блог идет. Блог Ютуба идет. Вот и все. Поэтому я лучше кидаю все это в ТикТок, короче. Нафиг. Зато этот. Тут хоть каких-то этих. Просмотров хоть ясно будет, просмотрено или как. И распространение удобное будет. По 10 минут. Вот комментарий пишут уже. Башкұрт татар елі жашасын пишут. Украина жинсын. Алга. Алга. Вот. Как бы комментируют разные. Да, про бумеранг еще тоже. Да, уже 95 просмотров. Главное, чтобы они его раскидывали. Сейчас вот принципиально буду. Сейчас включим, будем говорить, чтобы они раскидывали. Попросим народ. Туганлар, бүтүнүгүзгө сәлем тагында. Нәрсеке, мына буны хазыр мен бүгүн шундай
идеи придумал насчет этого. По мере возможности kim ko'rsa mana shu efirlarni bir-biringizga jiberib shulay taratыңыз әле. Пожалуйста. Чтобы теге анда-мында йөрсә, теге Башкортстанга, Татарстанга бәлкем керер. Обычно ведь иногда только Казахстан утра минем был сайтом, На втором, получается, я не делаю пока. Пробуем на этом, на первом, а потом на втором попробуем тоже. Но можно копировать туда, закинуть потом тоже. Шулай. Давайте попробуем давам итабис. Ну, об этом я сегодня уже говорил, наверное, вы слышали уже, да, ведь? Ну, вот здесь под запись я не говорил. Я не помню, говорил или нет. Давайте еще раз прочитаю, и чтобы мы вместе вкурили. Я когда ехал, это все читал, и как бы больно не вкурил, но примерно поймал момент. Но в то же время этого Илья Пономарева рожу бы посмотреть. Почему-то тут не те фотографии. Главное, блядь, фотография, блядь, стоит Кашапова Нафиса. Этот рядовой деколонизатор. Чей, блядь, сука, группа? Эти Кашапчиков, что ли, это группа? Но если это Кашапчиков, это какого хуя они сами же его критикуют, блядь? Они же, блядь, десна целуются с Ильей Пономаревым. Интересно, блядь. Получается, нашли крысу среди своих узкожопых, а то ведь они, блядь, десна целуются с узкожопами, они не могут понять. Ну, давайте прочитаем. Илья Пономарев, тот самый, который планирует построить новую Россию, объявил о создании Майдана. Какого Майдана, блядь, нахуй? Нет, это не что-то новое, это их версия, национально-освободительно Тиндер. Освободительный Тиндер. На последнем... Тиндер здесь при чем, блядь? На последнем съезде своих народных депутатов в Варшаве он предложил создать консультационный совет, куда войдут представители движений. Кто-нибудь может мне объяснить вот эти моменты, блядь? Я не вкуриваю. Может, потом в ТикТоке объяснят. Видимо, вдохновился разводами, мол, нужно договариваться о дележке имущества, границ и армии. Вроде как развестись, но цивилизованно. Как бы развестись с нами, что ли? Что мы видим за этим? Красивая упаковка либеральных идей для национальных республик звучит шикарно, но это ловушка. Пономарев и его друзья из хороших русских вовсе не собираются помогать Татарстану, Башкортостану, Якутии или другим республикам обрести независимость. Значит, деколонизатор точно с Татарстана. Они хотят закрепить за собой статус старшего брата и пустить коренные народы России в младшие партнеры своих проектов. Сейчас это крайне необходимо Пономареву, поскольку он растерял поддержку соратников. Это не про свободу, а про перекройку власти. Ну да, я об этом сегодня говорил, да? Главный вопрос, кого удастся завлечь. Кто из национальных движений согласится продать Пономареву свою субъектность и авторитет? Ну, я могу сказать, подъебать дагестанцы. Они же, блядь, эти дотансионщики, блядь, ебаные. Дотансионщики, или как там, блядь, дотации, понимаешь, не сдохнут, блядь, с голоду иногда. Ну, что я хочу сказать, блядь, я уже сегодня об этом говорил. Более, блядь, вот здесь момент, блядь, первого абзаца и второго абзаца примерно пытаюсь сварить в голове. Но самое интересное, что вот рядовой деколонизатор вот так пишет, Start Decolonization. И все, у него нет названия, дальше. Даже мы не знаем, что за хуй, кто это, блядь. Вот это настораживает, когда вот читая какие-то вещи, мы даже не знаем, кто пишет. До такой степени, блядь, себя они, блядь, заблокировали нахуй, даже не знаешь, кто пишет. Вот это меня, блядь, вообще вымораживает в людях. До этого только говорил, что безда бірлік юг.
Бірлік юк, бірге бұларға юк. И они еще шифруются, блядь. Начинают мне писать из пизды Кукуева шифрованные, блядь. Как будто я тут, блядь, во Франции что-то с ними сделаю, нахуй. Куттарыма керексіз меня, блядь. Язасың екен, нахуй. Исміңні туда-сюда. Вич, әйт, нахуй. Таныш, блядь, кішіше. Мындай, ладно, я читаю его группу, потому что, бля, оно прилетело откуда-то мне, блядь, и я попал к нему сейчас. И суть нихуя там непонятно. Кто он, что он, блядь. И самое интересное тут, хуй с ним, блядь, кто он, блин. То, что, блядь, нахуй, Пономарева, вот эти уёбки начали чмырить. А с ними, блядь, Кашаповы, понимаешь ли, хотели построить, блядь, независимый Татарстан, блядь. Вот что интересно, блядь. Шуларға бетінде сізге айтам, блядь. Алла мені соқлағандыр енді, что мен кашапчиклардан, блядь, үзлері арқылы шығып кеттім, блядь. Түкіріп, нахуй. У кутакбашлар, блядь. Заставили бы меня, блядь, извиняться перед турками, я ебал я в рот, нахуй. Поэтому, понимая вот этого, кто это писал, хуй знает, кто писал, исходя по его мышлению, я понимаю, что, блядь, этот с Татарстана какой-то хуй пишет. Но в то же время, если он кашаповский, какого хрена они, блядь, ортона съеляр? Получается, ласкают Пономарева, так скажем, блядь, своей мочой, блядь. Вот это удивительный момент, блядь. Получается, значит, это тоже рядовой деколонизатор, хуй поймешь, с какой дырки вылез, блядь. Какой-то единомышленник какой-то. Но единоличник. Добавок еще. Ладно, хер с ним. Шундыхаль. Исходя от этого, тут что можно, вердикт какой поставить? Илья Пономарев кинул нахуй Кашаповых. А Кашаповы думали, что с ними что-то можно сделать. Вот и все. И возвращаемся на свои круги, блядь. Как я вам говорил. Башкирт белән татар только үзегенә бердәм булып, бер-беренә яклы булырга тиеш. А не искать в Турции хорошими русскими, блядь, десна целоваться. Ходить, блядь, по ихним, блядь, совещаниям и по ихним, блядь, действиям, пиздеть с ними. Да, ла-ла-ла-ла-ла. А в корень копнуть не нужно было, да? Что Илья Пономарев-то, блядь, не татарин, блядь. А пес смердящий, нахуй, как этот, блядь, Иван Хуеплетович, блядь, говорил, блядь. Шунардан соң. Можно понимать, что Кашаповлар утоздил, блядь, күрешәләр, толога юк нихуя. Бестолковые мужики, которые цепляются то за Пономарева, то за турков, блядь, и пытаются варьировать туда-сюда, как проститутки политические, блядь, нахуй. А в идее, блядь, они вообще никто, нахуй. Поэтому, когда всегда я говорю, блядь, кто я, чё я, нахуй, я лучше буду просто называться уничтожитель русни. Все. Я не блогер, нахуй, не политик, нахуй. Просто я хочу уничтожить русню. Бетте нахуй. Чтоб потом за мной кто-то не пиздел, блядь, что, блядь, вот он, блядь, играет политику, вот он играет какой-то хуй поймешь что. Не, нихуя я ничего не играю, блядь, нахуй. Просто я хочу, блядь, нахуй, свободный Башкортостан и свободный Татарстан и другие регионы. Все, вот это я хочу. Значит, уничтожить Москву. Коротко и ясно. Уничтожитель. Если мы не уничтожим Москву сейчас, то, блядь, нахуй нас уничтожат манкурты во главе Москвы. Вот и все. Подобие, блядь, Хабирова, Кадырова, Миниханова и всякой этой шушеры ебаной. А молчать, я считаю, блядь, нахуй, взрослым мужикам надо уже перестать.
ТикТоке какая-то сраная Катюша цепляется, блядь, песня. Я хуею просто, блядь. Какие-то гребаные песни в ТикТоке, нахуй. Постоянно, блядь, нахуй играет, блядь, ебаные. Кимона Эйлендре Катюша деп кутагым, блядь. Так, ну все, пусть пока грузится. Идем дальше. Так, самый последний, но уже Дурткиши Кораган. Последний стримны уже Дурткиши Кораган. Бишенче стримно, ну, 5-й номер, короче. Я по номерам сейчас кидаю я их. Там 1-й, 2-й, там. Короче, 1-й смотрели. До этого просто смотрели, вот, где я вообще что-то говорил. 95 человек. Первый стрим 32 начали и дальше закончили вот 5-й стрим 64. Ну, короче, там 10 минут тоже это просмотреть тоже дохуя. Это вот по желанию, да? Хочешь 5-й, хочешь 3-й смотри. Вот, 1-й лайк пошел, короче, на него. Братан 1 лайк поставил. Так, идем дальше. Ну, пусть пока погрузится. Язгина. Не успевает грузиться. Так. Ну, читаем этот Куштал Байрам, потому что более-менее среднего я ничего не нашел, что можно почитать. Так. Что тут написали? Ну, такой пока херня. Просто прочитаем, чтобы шла запись. Iki сағат мына уже 10 минут утырабыз. Там 2 сағат 12 минут. Число браков в России упало до минимума за 18 лет, вопреки требованию Путина заводить семьи. Массированная пропаганда традиционных ценностей и призывы создавать семьи, озвученные чиновниками вплоть до президента, оказались бессильны. Вдохновить россиян на поход в ЗАГС. Число браков в России продолжает сокращаться и по итогам сентября 2024 года упало до минимума за 18 лет доступной статистики. За месяц ЗАГСы зарегистрировали 91 927 браков на 16% или почти 17 тысяч меньше, чем в сентябре. Минус на 16%. Или почти 17 тысяч меньше, чем в сентябре 23-го следует из данных Росстата. Трудно сказать, что прямо связано с развязанным против народа страны террором, но то, что продолжающее ухудшение жизни не способствует ни заключению семейных союзов, ни тем более рождению детей. Факт. Ну, блядь, тоже интересные какие-то, блядь. Тут написали факт какой-то ненормальный. И мы понимаем, блядь, что 17 тысяч это уже сдохло людей, блядь. 170, допустим, даже. 1 700 000 может даже, блядь. 1 000 000 точно американцы говорили, блядь, сдохло, блядь. Откуда нахуй тут 17 тысяч, понимаешь ли, не в браке в этом году, блядь? Конечно, блядь. Не то, что 17 нахуй. 1 000 000 не будет в браке. 1 000 000. Из них хуй с ним 500, блядь, это пожилые были. 500 не в браке были, молодые. Конечно, 17 канатурмана нахуй, а мында, блядь, 500 000 нахуй житмей. Я херею над такими статистиками ебаными. Кто их пишет нахуй? Долбоебы, математики странные, блядь. Херню какую-то пишут, блядь. Как будто, блядь, нахуй в армию пошли, блядь, все прям женатые, блядь, пошли прям. Удивляет, сука, блядь. Цены на иномарки снова взлетят в России, на этот раз из-за обвала рубля. Пизда им, блядь, нахуй. Предупреждают дилеры. Больше всего это ударит по параллельному импорту. В этом сегменте будет реактивный отклик стоимости, говорят эксперты. В среднем дилеры ожидают повышения цен на авто до 15. Подорожать могут даже машины в наличии. Блять, как тут лайк поставить нахуй? Лайк, блять.
Я коммент нахуй кину. Аллаға шүкір. Мына шулар, урыслар һәм бүтінісі шу деревянный оғаш оқшасы білән сігіліп қатсынлар бүтінісі. Голосовой можно скинуть хоть, блядь. Так. Депутат Милонов направил новое заявление на блогера Андрея Потылицына. Пиздец, блядь. Опять какого-то блогера чмырят, блядь. Что за блогер? Усатый какой-то блогер. Запрещенная история Башкир. Первая Башкирская республика. Что за нахуй рожа Хабирова? Послушаем-ка. Сегодня, 107 лет назад, появился Башкортостан. Первая республика Башкир. Первая мировая война добила империю. Ага, давайте это запишем в свой стрим. Запись проведем. Сейчас. Нажмем запись. Так. Так, Сегодня, продолжаем. 107 лет назад, появился Башкортостан. Первая республика Башкир. Первая мировая война добила империю. И башкиры, помня о договорах с царями, возродили Башкортостан. Он выстоял против белых, поддерживал казахов и договорился с красными. Главой республики был Ахмедзаки Валиди, ученый с мировым именем. Террором большевики его выгнали, сменили башкирский флаг и отняли общую границу с Казахстаном. При развале Совка Башкортостан возродился, но Путин забрал суверенитет башкир, установил там самый жестокий в России режим. Сейчас башкиры больше всех гибнут на новой войне империи, а русские снова говорят, что у башкир никогда не было государственности. В Башкирии времена Но история движется по спирали. Башкиры вернут свой флаг и государство. Лига свободных наций. Подпиши. Қысқа ғана. Енді, как раз я вспомнил мысль эту. Когда я посмотрел насчет мечети второй раз, потом что-то я делал и вспомнил, короче. И тут конкретный момент. Башкиры, оказывается, были когда-то республикой, Башкортостан и так далее. Окей. 100 лет назад. Ну, 1900 каком? 17-м и 28 ноября, да? И хазар мына вопрос. Шу мына башкортларға, даже манкурт деп айтмайм в данный момент. Не буду это лозунг, так скажем, пользоваться в данный момент. Башкортларға һәм татарларға, мына Башкортостандағыларға. Татарстандағы, понятно, рядом, как говорится, слушают. И тут получается, мына Башкортостанға вопрос. Бүтін халыққа, ирлерге де, хатынларға да бүтінісіне енді. Ир хатынға. Мына сіз, мына шулай Башкортостан болған дейсіз, 100 жыл там назад біз жоғыбызда енді. Туда-сюда, короче, мына история бар, тарих бар бетінде, әйме. Мына шу тарих болғаш, сіз шуны біле тұрып, мына хазыр. Даже оны, вот, честно говоря, вот, только вот в этих моментах, наверное, узнаю. Ну, не сегодня, но, по крайней мере, и не вчера. Ну, узнаю, так скажем, дальше больше. Раньше как-то мен білмеймін. То ли не до этого было, то ли эшем түшмәгән. Мына шулайрак инде. Исходя от этого, я понимаю одну вещь, и в то же время не понимаю одну вещь. Если вот это все было, тогда какого хрена башкортлар хазар ни за что умирает в Украине? Нәрсәгә башкортлар сугышка баралар и үзене тарихын аңламыйлар. Если мы уже вам долбим со всех, блядь, щелей, со всех этих, блядь, говорим, блядь, локаций, и вы не можете это понять, блин, и каждый день уходите на войну.
Как он тут тоже сказал, истребляя, получается, наш народ. Мында Заки Валидина түгіл, мында бір кімді де туғаны қалмады деп ойлаймын уже. Бүтін, наверное, туғанлардан кімдер уже соғышқа барған. Шуларға, наверное же, дома ведь адекватные люди еще остались. Подобие этого Саида Исмагилова, который Ақсақал. Как я говорю, Ишак Сокал. Сокалың бар да ведь, а бестолковые вещи говоришь. Если ты внутри не дергаешься, ну, сен уже карт, куда будешь дергаться? Ну, ты тогда хотя бы навещай, блин, яшьләргә үз тарихын бир. В конце концов, ни үшін сен Ақсақалға хәтле яшәдең, а тарихны халыкка җиткезмисең дөрес иттереп. А слушаете, блядь, какого-то сраного Хабирова, который вас пачками отправляет на войну. Как можно, блядь, пачками идти на войну, если есть конкретное вот это, блядь, так скажем, стоп, блядь. Что, блядь, нахуй? Ты себя, блядь, чувствуя башкиртом и татаром, как ты можешь идти на эту сраную войну, блядь? Зная, что, блядь, нахуй, 100 лет назад были восстания. Всего лишь 100 лет назад. Я даже Сүйінбекке түшкенін айтмайм даже. 1550 екені ислатмайм даже. 100 ел тому назад болған екен бит, блядь. Ладно, 500 ел мы в рабстве, понятно. Но вот 100 лет назад было же что-то, блядь. Люди вставали, оказывается. Хрен с ним, мен теге Өзбекстанда туылып өскенмін. Башкортостан, блядь, Татарстан тарихы минда yok вообще. Откуда болсам, если я не видел ваших школ, блядь, в Башкортостане? Откуда я, блядь, вашу историю буду знать? А сіз шундай яшап, туылып, үсіп, яшап, ичмасам мына қазақтарға ұшап, өзінің тарихын балаларына дөңбәсләп деген кебі тығалар башларына. А бізде қоя тарих. Қоя башқұрт білән татарның тарихы оригинал. Урыс язмаған. Нәрсәгә шул тарихлар өйрәтелмәгән. Нәрсәгә шул тарихлар кірмәгән халыкка. А то мында Кашапов айта 30 ел біз көрәшәбез. Инең тишеге кайсан син, кайсы тишеге белән көрәшәсең? 30 ел, если Татарстан, Башкортстан манкурты одни. Как он, блин, боролся, я не могу понять, блядь. Если никто не знает историю свою, блядь. Шулай, блин. Историяны вроде безгә Өзбекстанда да өйрәттеләр да ведь. Про Тимурлана там, про все вот это. А итог какой? Тоже марионетки, блядь. По идее, блядь. 37 миллионов. Тоже хуй поймешь. Вопрос на вопросе, а ответа нет.
Так, идем дальше. Тупизм, блядь. Высадка российских космонавтов на Луну временно откладывается из-за отсутствия денег и тяжелого носителя. Об этом сказал советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков. На заседании «Космос и будущее. Станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны» на Конгрессе молодых ученых. Программа «Лунная экспедиция» в целом продолжает, однако существуют определенные сложности, которые постоянно препятствуют созданию российской лунной базы по добыче гелия-3 для термоядерных реакторов. Необходим новый командный модуль, которым россияне будут коротать перелет на окололунную орбиту. Первый полет ПТК-НП «Орел» состоится в декабре 2021 года. То есть через минус 3 года. Нихуя не понял. Для выведения на транслунную траекторию требуется тяжелый кислородно-водородный буксир. На первом полет КБ были установлены жесткие сроки. Так, сейчас закину. Так, пусть пока грузит до хрена. Ну вот, уже 8-й посмотрели 9 человек, а 5-й 19 человек. Так. На первый полет были установлены жесткие сроки 2020 года, однако он до сих пор не состоялся. Сейчас начало изготовление летнего образа назначен 2028 года. Так, окей, понятно. Давайте не будем забивать голову насчет этого. Добавим сюда наше свое, короче, да, явление. Допустим, Башкортостан, Хам-Татарстан делает свою независимость. В этой своей независимости, получается, должны в первую очередь, про Луну пока не надо думать, создать свои морские пути, чтобы мы могли, как говорится, исследовать вверх, вот этот Антарктиду или Арктику, я не знаю, блядь, наверху, что там из этих букв, блядь, не помню. Получается. Суны басып аларга керек. Полный рост, блядь. Новая земля, остров, вот это все, блядь. Вот это все. Поеботину надо забрать. Первая задача наша должна быть оттуда, как говорится, идти. Исследование морских и так далее путей. Это в первую очередь, блядь, корабли, постройка кораблей и так далее. Получается, вот на наших территориях, Башкортостана, Татарстана и так далее, во всех взятых нами территориях должны начаться судостроение. Это уже как бы явление будет как бы новое, и в то же время, так скажем, чтобы они не шароебились, блядь, по всей России, не искали золото, как в песне, блядь, пизду давала, золото копала, или что-то в этом роде. Вот так, чтобы такого не было, а конкретно, блядь, безда до хрена должно быть. Производство открыто всяких. И начаться, как говорится, пути к морскому, так скажем, осмотру наших новых территорий. Примерно так. Так, идем дальше. Европарламент не признал результата парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Депутаты Европарламента заявили, что официальные итоги выборов, по которым победила грузинская мечта, не отражают свободы грузинского народа. Они призвали провести новые выборы под международным надзором. Ну, не знаю, кто их это послушает, блядь. Вот, фото. Башкир из деревни Мусабайки, Уфимская губерния, 1908 год. В кожаном сапоге
гармошку. Кожаный сапог гармошку, 1908 год. Как в это время эти пидоры в лаптях ходят, узкожопые. Кожаные сапоги. Түбі бар. Түбі енді кожаный тоже, наверное. Пластик они пока еще в то время, наверное, резину не могли делать. Халат. Озон. Bizni haligi choponlarga o'xshaydi. O'zbekcha chopani, как будто бы. И qalpoq endi. Qolfoq. Totarlar aytgan kabi qolfoq. Но do'ppi tugul endi bu. Buruk kebek endi. Buruk. Только qulog'i yo'q buruk. Shapka ушанка tugul. Просто kiyizdan endi foto bo'yicha endi я предполагаю. Kiyizdan bo'lgan narsakay. И ызба qirnda bosib turadi. Ызба solingan toshlarga, tegi tosh, tegi известковый tosh, из которого известь делаем, да? Известь toshi jiyilgan motor o'tirib, shuni ustuna burana qo'yilgan. И mana shunday ызба qirnda bir polqa tutib turadi. Mana shunday hal. Jiri, само собой, qora jir, qop-qora jir. Ну, явно, значит, Уфа yog'inda tushgan ol. Bizda bit endi чернозем там. Вот примерно вот такая фотография. Сейчас, если я его начну показывать здесь, наверное, этот узен куренам, блядь. Отражение будет. Это надо как-то, блядь, вырубать свет туда-сюда, нахуй, в темноте сидеть. Итак, идем дальше. Дальше идем. Что за хрень опять? На удмуртском языке нельзя будет говорить о независимости Удмуртии. Оккупационные власти Удмуртии сообщили, что Сбер и Яндекс планируют внедрять удмуртский язык в нейросеть GigaChat, используя для ее обучения как книги, так и добровольцев, владеющих удмуртским языком. Это что за хуйня, блядь? Нонсенс, блядь. Однако давно замечено, что данная нейросеть не желает разговаривать о темах, которые неудобны для Кремля, в том числе и о положении Удмуртии под российской властью. Понятно. Данную цензуру можно обойти, задав вопросы, косвенно относящиеся к тематике, но со временем ее становится все труднее разговаривать. Более того, подобные разговоры могут быть опасными, так как Сбер и Яндекс собирают информацию о своих пользователях. Заебись. За удовольствие говорить на удмуртском языке с ботом, но лишь на ограниченные темы, заплатят из бюджета Удмуртии. И нахуй это надо? Кутак башлар, блядь. Одним словом, кутак башлар. Один комментатор пишет, давайте прочитаем его. Мен үзіме ант бирдім. Интернет шилтерінде түгіл, шынында Башқұртстан, Татарстан жерлерінде қойда ғана жүрсем де, нинди іш білән болса да татарша ғана сөйлешірге. Үзібізден башларға балалар орысша сөйлешіп тик йөриләр. Бір-бірсі білән. Әти әнисе білән дә күбісі. Әлі авырлық болмады, бір қойда да низаглардан башқа. Надеюсь, донес. Идем дальше. Обращение тяжелораненых военнопленных РФ. Ну, понятно, тоже хрень какая-то. Новое видео с обращением раненых военнопленных ВС РФ опубликовал. Ведь отправить коллег снова на фронт сложнее. О том, что МО РФ снова отправляет на войну освобожденных пленных, писали многие и важные истории и военные адвокаты. И осторожные новости. Это противоречит Женевской конвенции, однако российские власти считают, что ее действия не распространяются на солдат ВС РФ. Но самое циничное другое. Все раненые и больные могут вернуться домой без обмена. Механизм репатриации предусмотрен Женевскими конвенциями по предложению Международного комитета Красного Креста. Создаются смешанные медицинские комиссии с врачами из нейтральных стран. Они осматривают всех военнопленных и принимают независимое решение о том, что
кто попадает под критерии для репатриации. Выходит так, что раненые россияне никому не нужны. Воевать они все равно не смогут, а вернув их, нужно потратить деньги на лечение. Это утилизация. А я вам что говорил? Я вам что говорил тот день? Почему Габасова постоянно, блядь, критикую? Почему? Потому что, сука, вы не понимаете нихуя, блядь. Блядь, мына өзіңіздің жеріңізден шыққан кішілеріне, блядь, құлақ салмайсыз құтағымда, блядь. К чему я, блядь? Потому что, блядь, вот этих пленных, блядь, долбоебов из Башкортостана, из Учалов, вот этот долбень, блядь, еще кто-то там без руки и так далее, блядь. Их всех нахуй надо оставить. Оставить надо было, блядь. Не надо их отдавать. Пусть нахуй в Украине будут пидорасы. Потому что, блядь, нахуй они приехали по своей вине, нахуй. По своей вине, блядь. Потому что они согласились сами, блядь. На стройку, туда-сюда, их наебали. Или просто песни поют. В итоге даже, пусть даже наебали, допустим, да. Хуй с ним, не виноват он. Но все равно он поехал, уже виноват. Поэтому его обратно посылать, это огромная ошибка. Подавно вот таких инвалидов. А вот эти раненые, если не нужны, а инвалиды подавно не нужны, блядь. На кой черт он нужен, нахуй, никому не нужен он. Уже все, он ульянки шел, по идее. Шуларға бетен мен 100 айткәнем, блядь. Давайте, блядь, шуны шулай була тұрған болғаш, давайте біз оларны қалдырайық. Любой сортын қалдырып, башқұрт татарны, именно. Оларны Мәскәүгә нахуй, индәргә. Мына шуны мен 100 айткәнем, блядь. Yok, сіз нахуй. Нихуя, блядь. Бірләшмейсіз, әйтіп тұрам бит инде. И нихуя не хотите какие-то делать действия, так скажем, вместе, да, действия вместе, блядь. Вот этой херни у вас нету ни хера, короче, блядь. Чтобы, блядь, наше мышление общее, блядь, шло в общем понимании, чтобы мы были, блядь, нахуй вместе, мы были, чтобы наши голоса были услышаны и распространены. Ёк, нихуя, блядь, нахуй. Блядь, безнең халык килә, обратно кулы юк, башы, күкәй юк, кайтып китә, блядь, Башкортстанга, Татарстанга. Нахуя? Сезгә бит кеше кирәк. Сез кем белән суганда сугышырга Мәскәүгә барырга уйлыйсыз, блядь? Шулар белән бармастан кем белән барырга уйлыйсыз? Про это я и Кашапа уговорил, нихуя, блядь. Нихуя, толка нет. Вот это начинал читать, я потом не дочитал, потом сказал, я сейчас прочитаю. Давайте вот прочитаем вот это. Что тут пишут? Так, насчет сопротивления. Так, секунду. Это надо подставка. Сколько еще готовы башкортлар терпеть унижение? Последние несколько лет Москва массово преследует, показательно судит и даже безнаказанно убивает башкирских общественников. Вина многих из них лишь в том, что они выходили в защиту родной природы. Уничтожаемые предприятия московских олигархов башкир жестко наказывает из-за защиты родного языка, практически полностью вытравленного из системы образования, введенным ограничениями на использование нерусских языков в образовательной деятельности. И вот на этом фоне Москва решила еще больше унизить башкир, сначала согласовав проведение в Уфе марша русских националистов, а сейчас еще и поддержав уличные рейды ультраправых русских общинников, потомков русских мигрантов против нерусских мигрантов. Именно на одном из подобных антимигрантских рейдов в прошлом году в Москве были задержаны два брата башкиры, которых, как и остальных нерусских, вынудили подписать контракт и бросили на войну, умирать, захватывая территорию соседнего государства для империи русских. Их что за нахуй два брата эти? Вот так понапишут нахуй, блядь, и потом ищи, блядь. И кто такие нахуй? Кто такие, блядь? Блядь. Башкирское сопротивление, блядь.
180, 70, 170. Башкорт позывной Капсак. И ни хрена. И самое главное, блядь, анонимный чат-бот для связи с нами. Башо ответ бот. Курдагез, блядь. Все закрыты, нахуй. И чё? Кто такой? Чё такой, блядь? Это какой-то тоже непонятно чувак. Понятно, короче. Шла язык койларда и все. До свидос, блядь. Хз, блядь. Где чё, где-ка. Об этом я только что сказал в ТикТоке. Сейчас давайте это закроем, ТикТок. Еще раз повторюсь, вот наткнулся на него. Так, это так. Он бранчи на всякие буду уже. Да, теперь вот так буду. Нормально идет. Вообще тема идет, блин. Разные, короче. Эти. Она уже 98 киши караган, короче. Последний, ну, этот. 8-й уже 10 человек смотрели. Короче, выборочно могут как раз смотреть, что нравится, что не нравится. И какой будет продвигаться. Посмотрим. Так, вот. На какую цифру? На 6-й, короче, лайк или на 8-й? Блять, Дуртенче понравилось кому-то. Так, ну сейчас это считаю, еще потом на второй стрим скинем, блять, еще этот стрим, где, блять, ТикТок. Так, давайте сейчас загрузим, дальше идем. Вот, только что я это говорил, бумеранг. Давайте здесь тоже скажу, потом не загружать. Тем временем в Тверской области РФ сложилась катастрофическая ситуация с энергоснабжением. Неожиданно пришедшая на Россию зима привела к оборванным линиям электропередач от снегопада. Десятки тысяч человек несколько суток без электроснабжения. Аналогичная ситуация в Смоленской и Калужской областях. Инда Карагас. Ну что тут, давайте, видосы какие-то есть. Ну, снег, туда-сюда. Внезапно пришедшая зима. Инангбаттага. Мынанда иртага уже декабрь, нахуй, ноябрь. Зима, блядь. Конечно, зима, блядь. Конечно, зима. Ресейда и не зима, блядь, в ноябре. И самое интересное тут, хочу, блядь, напомнить, блядь. Подольский в прошлом году, нахуй, если помните, охуел, блядь, без тепла. Помните, как, блядь, в трубы взорвались, нахуй. И они замерзали. И весь мир пиздел целый год про это. И теперь, Аллах Та'алям, беря противоположную сторону в Тверь. И, конечно, здесь еще добавили Калужка, левее и Смоленск. Вот вам. Охуительная тема, да ведь? Москва уже любым способом уже намекает, что син, кутаксаныгы, украинларны утрясың. Просто так убиваешь украинцев, и тебе ничего не будет? Ни хрена. И тебе тоже что-то будет. Но народ
здесь ни при чем. А при том, что, блядь, страдать будет, получается, из-за ихней кривой, косой власти весь народ. Даже те же узкожопые, даже те же башкиртлар, татарлар, разницы нету. Страдает народ от этой власти. И страдая этот народ от этой власти каждую зиму, просто так, это даже не война, просто, блядь. Сука, то энергия, блядь. То, блядь, нахуй в трубы взорвались, блядь. Пиздец, нахуй. Это о чем говорит? О том, что, блядь, нахуй, просирание бабла идет, блядь, в Украину на войну. Как говорят, блядь, 30 миллиардов, что ли, сказали? Или сколько миллиардов, да, сказали? В день, блядь, в день, блядь. А там, блядь, эта ебаная, наверное, труба или электросеть, нахуй, стоит 3 копейки, блядь. Оборвали, блядь, снег, деревья, оборвали провода. Ну, я так вижу, вот по видосу, примерно, я так думаю. И чё? А в Украине война. Попадает бомба на дома, блядь, взрывается все, пиздец, там электросеть ебашат, электростанцию ебашат. Это нахуй не апокалипсис, нахуй. Это хуже, блядь. Это делает, нахуй, люди. А у этих пидоров, нахуй, труба, блядь, сама по себе взорвалась от холода. А там, блядь, от холода мерзнут в Твери люди. Хуйня. Сыгылып улып катмыйдымы олар, блядь? Как у нас говорят, амига кирип кетсинлер. Поэтому, исходя от этого, узкожопые мрази, мне вас не жалко вообще, блядь. Вообще, вот от чистого сердца не жалко вас, нахуй. Потому что вы, гондоны, в другой стране убиваете моих башкиртов и татар, вдобавок, блядь, долбите украинцев. В совокупности все это, вот эта вся проблема, это огромная нахуй проблема. Как этот Майкл Наки постоянно говорит, колоссальная проблема, блядь, нахуй. Колоссальная проблема, чем ваша, блядь, вот эта Тверь ебаная, блядь. И вы после этого, блядь, нахуй, уроды, москвичи, блядь, эти сраные, нахуй, торфяники ебаные, лаптоебы. Вы, если гондоны, блядь, после этого, нахуй, еще будете пиздеть, блядь, что, блядь, долбили Украину, я вам гарантирую, если я буду жив, иншаллах, блядь, дойду до Москвы, блядь. Если такой вариант выйдет, блядь, мне дадут такой шанс, блядь. Кто со мной пойдет? Точно дойду до вас, блядь, нахуй. Принципиально, блядь, на своих принципах дойду, блядь, за то, что, блядь, вы, суки, своего ебаного царя, нахуй, не можете укротить. Вы, суки, виноваты, блядь, понимаете, узкожопые, вы, не мы, блядь. Мы где, нахуй, в Уфе вообще, в ебенях живем, блядь. От Москвы, блядь, гондоны. Вы, сука, бля, вот это дерьмо создали по всей, блядь, нахуй, территории, нахуй, на нашей башкирской, татарских территориях вы, твари, создали вот этот нацизм сраный, который идет сейчас долбить, нахуй, Украину, блядь. И в этот момент вы, ублюдки, бумерангом, как я отметил до этого, блядь, в ТикТоке, вы сами попадаете под эту раздачу. Но это нормально. И ныть нахуй здесь не нужно, блядь. Мерзнут они, понимаешь ли. Весь нахуй, блядь, новости про это прожужжали, блядь. Заебали нахуй. А украинцы 3 года не мерзнут. Шонарга туганлар, башкиртлар, татарлар һәм башкалар, вы должны осознавать. Чеченцы тоже, Дагестан тоже самое. Всем касается, по идее, мусульманам. Ёпрст, блядь. Как вы меня уже заебали. Вам, блядь, уже любые варианты рассказали, блядь. Что нужно делать с Москвой? Любой вариант. Вот бери вот с моих, блядь, ёбаных вот этих
эфиров, любой вариант, блядь, делай нахуй. Алда и шля, блядь, кулынна кельмеса. Вот тебе это наводка, блядь. Как в книгах рецепт инструкции, нахуй, по разъебу Москвы, блядь. Если вам не доходит своих мозгов. Что нам дальше, что вам еще нужно, блядь, рассказать такое, блядь, чтобы вы, ах, блядь, вот сейчас пойду, нахуй, на Москву. Вот хорошо, что напомнил, блядь. Вот что вам еще напомнить, чтобы вы, блядь, дернулись уже? Из-за этого я считаю, что в данный момент, кто на войне, если вдруг эти эфиры туда попадут, идеально было бы, блядь. Ну, конечно, им не дойдет, этим манкуртам. Ну, башкиртам, татарам, чеченцам, дагестанам, вдруг это дойдет туда. Давайте нахуй, хуйней не страдайте там против Украины. Разворачивайте нахуй свое, блядь, оружие, блядь, на Москву. Вы же, блядь, нахуй, мусульмане, вы же не Пригожин сраный. Кстати, Пригожин, оказывается, недавно узнал, был евреем. Фейгин сказал. Пригожин, блядь, еврей, блядь, ёб твою мать. Тюремщик, еврей, блядь, нацист, блядь. Который, блядь, яйца Путину целовал, блядь. Охуеть, да? Это, блядь, приблуды же нахуй такие, а? Евреи, блядь. И, оказывается, такие чумошные евреи, подобие Пригожина бывает еще, оказывается. Охуеть. Низко упали, блядь. Низко упали. И после этого, блядь, нахуй, даже вы, мусульмане, блядь, не выше этого Пригожина, что ли, еврея? Еврей, блядь, дошел, блядь, нахуй. Грубо говоря, до Воронежа или куда он, блядь, дошел, блядь. А вы не можете. Мусульмане не могут, блядь, даже как евреи, блядь. Я что-то не могу понять, блядь. А почему? Потому что, блядь, у вас нету веры в Аллаха. Поэтому и Палестину долбят. Получается, сейчас, получается, у христиан веры больше, чем у мусульман, получается, так? Вот эти вот крестоносцы, украинцы, они круче, значит, да? Верят в Аллаха, точнее, в Бога по-ихнему, да ведь? Тарджиме. Перевод. А так, по идее, можно сказать их смело, в Аллаха они верят, по идее. Потому что они ради Аллаха это делают. А вы ради Аллаха, что ли, убиваете украинцев? Ублюдки. Тупорылые, блядь. Весь Кавказ, нахуй. Приволжский край, блядь. Позор, блядь. Вас называть мусульманами даже стыдно, нахуй. После всего этого дерьма, которое происходит вообще. Жонарға, туғанлар, мен сізге айтам бір айбір. Каждый раз, когда вы читаете намаз, делайте дуа за всех мусульман, в конце до концов, чтобы у них образовался дух, рухын көтеру үшін делайте дуа постоянно. Само собой, и себе делайте, чтобы вы тоже стали, конечно, блин. И делайте за всех, чтобы все стали, как говорится, одним кулаком, сплотились и дали, блядь, отпор этой Москве раз и навсегда, блядь. Чтобы я в любое время мог поехать, допустим, на Кавказ, Чечню, чтобы меня там нахуй Кадыров не встречал, блядь. Давайте создадим такое положение. Чтобы я в Дагестан мог поехать, не бояться, что меня кто-нибудь там ёбнет. В поисках, нахуй, евреев в турбинах, блядь. Понимаете? Вот от какой, нахуй, хуйни нам надо бороться, блядь.
ебанизм. Друг друга боимся нахуй. Не то, что Москвы, блядь. А потом, блядь, шул кешелер, меня исламный роталяр, блядь. Каким хуем вы, блядь, мне будете учить про ислам, блядь? Вы сами, блядь, по исламу не живете, блядь. Из-за этого, вот из-за таких, как вы, мы поэтому и стали чмошниками, блядь. В мечетях, нахуй, одни хуепутоловские, нахуй, муллы, блядь. Их вообще даже муллой нельзя назвать. Ублюдок, блядь. Даже когда прикалывается этот Насреддин, Мулла Насреддин, фильм, да, такой? Или там книжка вы сделали эти узкожопые приколы егошние. Блядь, мы даже возле этого Мулла Насреддина даже рядом не стояли. Сейчасшные вот эти имамы сраные. И даже если это по приколу этот человек был или нет, если даже эти приколы этого Насреддина, получается, с Азии, каким он не был приколистом, он, блядь, 1000 раз лучше, чем наши имамы, блядь. Если сравнивать, блядь. Если он на самом деле был мулла Насреддином, если это тоже не выдумка, исходя от этого, блядь, понимаем, что, блядь, раньше все-таки, грубо говоря, вот 100 лет назад люди были другие. А мы за 100 лет, блядь, обрусели, напуганные стали, боимся всего, блядь, нахуй. Когда мне говорят, еще помню, где-то что-то, блядь, в России, когда я жил, какие-то слова, когда где-то высказывал, мне говорили: ой, бля, брат, не говори так. Порой иногда какие-то на мои, блядь, прямые слова даже люди боялись слушать, блядь. Были моменты такие, блядь. Но тогда я еще с таким девизом, как вот сейчас, я не разговаривал еще тогда. Потому что я еще в то время не понимал, что, оказывается, можно разделиться. Разделение туда-сюда пришло вот после мобилизации. Мышление это доперло мне. Аллаха шикр. Аллах Та'алям, наверное, мне кальп открыл опять. Второй раз. Первый раз приехал, кальп открыл, в ислам пришел, в Норвегии. Второй раз приехал в Европу, опять став мусафиром. Опять одно какое-то явление открылось у меня. Бороться за свою землю. Получается, если мы на своей земле не можем, получается, что-то говорить, значит, это не наша земля. Наша земля тогда, когда ты можешь выйти, блядь, с любой территории Башкортостана и Татарстана, и также Ичкерии и Дагестана, и что-нибудь вякнешь там, что-то не нравится тебе, и тебе ничего не должно быть. Ничего не должно прилететь там. И никакой снайпер тебя не должен ёбнуть в этот момент. Вот это будет порядок. Как в Европе, допустим, вот. Вот по идее, вот живя в Европе, давайте сравним Европу, потом еще кое-что прочитаем. Я его читал сегодня днем, еще раз повторюсь, вот интересные слова. Евреи, блядь, тоже. В Европе, получается, мы говорим плохо, плохо, плохо. Альхамдулилля, плохо, неплохо, но явно уж лучше закон работает, чем в России, блядь. С какого это, так скажем, края я тебе говорю. Вам могу этот, так скажем, сказать. Если ты что-то хочешь сказать против них сказать нечего. Прикиньте. Против Европы что-то сказать, вякнуть не о чем, блядь. У них все в порядке, блядь. Помню, один чеченец меня пару лет, уже может, год назад заебывал насчет того, что, блядь,
во Франции хиджабы нельзя носить в школе детям. Я так и не понял, можно или нет. Хуй его знает, блядь. Но я это считаю, блядь, не катастрофой. Носить можно или нет. Это как бы решаемая тема. Крайняк можно в школу не ходить вообще. Если это принципиально. До такой степени, если ты до такой степени, нахуй, который в мечети ложишься, блядь, рожей вниз, блядь, и ты про хиджаб мне будешь рассказывать, блядь. И от этого сравнения подумаем насчет того, что, допустим, Европе что-то не нравится. Ну ты вышел, сказал, что-то не нравится. Блядь, здесь не о чем сказать, что не нравится. Потому что, блядь, это не Рашка, это не Чечня, это не это Башкортостан. Чтоб тебя закрыли за какое-то слово и сказали, все, ты пидорис, террорист, блядь. Нет этого нахуй. Нет. И поэтому я считаю, здесь у нас в данный момент проигрывает, блядь, вся политика русни. Потому что там в первую очередь унижение идет со стороны нацизма. И если бы скорейбыс со стороны Европы на этот нацизм, то они, поняв это, уже как бы отошли от этих ебаных идей своих. У них тоже сидит это внутри, у каждой нации. Но у этой каждой нации есть свое «я» и свое «но». В каком смысле «но»? «Я» — это он сам. Думает, что он — это он. Что ему можно пиздеть про это. Но есть «но», которое говорит ихний закон, что ты тем самым унижишь, или как это, блядь, унизишь, блядь, бәтәй, шул сүз, блядь, кимсетәсең, татарча әйтсәк, икенче халыкны своим высказыванием. Тем самым у них есть как раз к этому закон и права. А бездә нәрсә? Получается, узкожопым я что-то пропиздошил, блядь, в Рашке, меня посадят, а узкожопые, которые кинули палку нахуй на рабов с Азии, чуркам, блядь, ему ничего не будет. В таком же флаконе это кавказские чурки, в таком же флаконе башкорт һәм татар чуркалары еще бар анда. Бурятские чурки и алтайские, и чукчи еще, блядь, вдобавок. Чукчи, чурки в одном флаконе. Вот такие еще есть, узкоглазые наши, блядь. В узком мире. Получается, блядь, там в одну сторону работает тема, другую нет. И после этого как вы хотите предъявить Европе о чем-то нахуй? Нечем предъявлять. Телегизни ошалмайсыз, аузыгызны ошалмайсыз, телегиз кысык була монда. Потому что сине кимситкан киши юк. Сине мыскыллаган киши юк. И тут как раз в эту тему добиваю вот этим выражением какого-то еврея. Фашизм своей, сегодня я уже читал про это по дороге, Пендель магия, из его книги, короче, взято. Ну, или Пендель магии, блядь, это книга какая-то, блядь. Понятно. Фашизм в своей начальной стадии обречен на успех, потому что он возбуждает в человеке скотские чувства. Согласитесь. А человек — это животное. Значит, получается, это узкая община, ебаная узкая община, которая по Уфе прошлась и которая хотела на Кавказе еще порядок навести, это скоты, чурки, можно сказать, блядь. Свиньи, шушкалар. Но в конечном итоге фашизм обречен на провал, потому что человек — животное разумное.
Ага. Получается, значит, вот этот скоты фашистские, блядь, в Русне сейчас, блядь, это животные. Но мы, получается, можем быть разумными. Потому что человек животное разумное. Да. Мы как бы человеки разумные, но животные разумные. Вот интересно, блядь, такой, блядь, фашизм обречен на провал. Почему? Потому что не все, как говорится, как я вам до этого описывал, такие, как в Русне. И не нужно забывать, что у Франции колонии не были, как будто бы и есть. В Англии колонии не было. Германия, везде были колонии. Они тоже были такими же скотами в свое время. Такими же животными, нахуй. Но почему-то у них что-то хуякс бызыкнуло, нахуй. И решили они что-то по-другому вести себя. Но Русня не может по-другому нести. Почему? Почему? Знаете почему? Потому что они коррупционщики. В первую очередь. Коррупция и убийство вместе в одном флаконе. Они, как говорится, грязными деньгами закрывают свои кровавые руки. Во всем понимании это, во всем понимании. Исходя от этого, вот этот сраный фашизм и вылазит. Даже можно сказать эгоистический фашизм. Потому что они как бы наворовали, напиздили, а отдавать-то не хотят власть. Кому нахуй? Башкирам, татарам отдать? Чеченцам власть отдать? Нет, это не их компетенции. У них только выбить надо нахуй. Выбить для начала зубы им нахуй, а потом уже нахуй полностью разодрать нахуй до костей их, блядь. И в памперсы нахуй. И этот Кремль разрушив, блядь, там поставить колбу нахуй стеклянную. Там пусть гуляет этот пидор Путин. В памперсах. Именно в памперсах, блядь. Чтоб его позорить. Что этот гнида останется гол как сокол нахуй. Что он, блядь, который 70 хуем лет, блядь, ворует, пиздит у народа, блядь, дожив до 70 лет, да? Этот черт угнетает 25 лет людей, и после этого, блядь, никакая нахуй пощада, блядь, нахуй. Ну, так скажем, блядь, издевательская нахуй погибель. Вот его должна ждать. Издевательская. Именно, блядь, уничтожение его нужно делать таким, чтобы он надолго это запомнил, блядь. Просто так вот порой думаю, да, ёбнуть Хабирова. Давайте бошку ему оторвем, блядь. Это так, сгоряча я пизжу иногда. С другой стороны, их, наверное, наоборот, надо оставить, чтобы они мучением ушли из жизни. Как Салавата Юлаева мучили 25-26 лет в тюрьме. Примерно вот так, в кандалах и в памперсах. Поэтому я считаю, блядь, загон, блядь, скота, как раз как этот Леон Фейхтвангер, 1884-1958. Немецкий писатель еврейского происхождения. Ну, понятно, блядь. Зашифровался под немца. Еврей после войны, во время войны зашифровался. Считайте, 58 года умер он. Грубо говоря, если уж от еврея такие мысли выходят, немецким писателем так просто его назвали, получается, что люди, которые страдали, наверное, эти евреи, больше понимают, чем те, которые сейчас в Башкортостане, в Татарстане, в Чечне и в Дагестане не могут понять, в чем проблема. Да, чеченцы после войны тоже понимают, можно добавить это, но вот это
такое геноцид такой, да ведь? Народ, мне кажется, забыл в России, что такое геноцид. И вот этот косяк забывчивости, блядь, дает вот свои результаты, блядь. Сейчас умирают все на войне в Украине, убивая украинцев. Поэтому мы должны кровь из нос от этого, грубо говоря, блядь, идиотского старика, нахуй, в виде Путина, блядь, должны избавиться. И после него, блядь, всякий Илья Пономарев вылез добавок. Во, видите, блядь, тут недавно навальнисты туда-сюда говорил. И еще это вот такие уебки в дальнейшем не должны нас, блядь, нахуй тревожить вообще. А для этого надо вставать всем. Для этого нам нужно, блядь, конкретно просыпаться, вставать и начинать уже действия, нахуй, которые приведут к, как говорится, результату того, что Башкортостан, Татарстан, никто над нами не будет командовать. Особенно, нахуй, Москва. Потому что слово Москва должна исчезнуть вообще, блядь, с карты, нахуй, и вообще, блядь, с названия. Сейчас закину. 13-й кусок уже. Тут мимолетно оно идет, конечно, 13 кусок и 3 часа 11 минут. Интересно. Ну да, кто-то реально смотрит. Уже 11-й кусок посмотрели 2 человека. А 10-й кусок 4. И так далее. Народ смотрит. Так. Угу. Подряд, наверное, они просто, я так понял, да, народ не хочет в Ютубе сидеть 3 часа смотреть, а вот здесь вот по кускам, они когда хотят, тогда могут послушать. Удобно. Давайте вот прослушаем, вот это на улице я не прослушал. В автобусах битинда, хаза битинда есть телевизор, всякую поеботину в Москве тоже рекламировали. И теперь здесь рекламируют, здесь вижу узкая община, которая, блядь, нахуй, оказывается, больно, блядь, против нелегалов. С ними Бук, они, Аллах с ними. Говно с ними, уродами. И вот эти нацисты, получается, свои вот эти действия уже рекламируют ХМАО. ХМАО, это Ханты-Мансийский автономный округ, блядь, там рекламируют свою рекламу в автобусе. Нахуя это нужно им? Вот этот я момент не могу понять, блядь. Ханты-Мансийск по картам я дальше вам говорил. Вот как раз вспомнил, это как раз Екатеринбург. Вот туда-сюда, вот дальше ХМАО и идет туда, вот Ханты-Мансийск как раз, блядь, эти места, блядь, точно, блядь. Ханты-Манси, вот эти народы, где они вообще, блядь? Вообще они остались, нет? Шунарга однозначно до Екатеринбурга, до Челябинска, вот такой, блядь, промежуток полностью Пермь, Коми, и все вот это наотрез, нахуй, блядь, прям вот так квадратиком, блядь, пойдет, блядь, до Новой Земли, блядь, это Башкортостан будет. Все, вот только так. Похуй мне, согласны вы, не согласны, вот эту тему мы должны будем делать. Потому что, блядь, убрать, блядь, узких, блядь, с наших территорий только этот выход. Разделить Башкортостаном всю русню. Посередине. Мы середина, блядь, России, грубо говоря. Все, и та сторона, ХМАО, вот это как раз, там будет разбор полета, там дальше будет уже. Между бурятами, алтаями и так далее. А так, вот этого дерьма, с оружием они ходят, блядь,
типа с ОМОНом, блядь, и эти такие тоже в масках, в черные такие, блядь, какие-то бойцы, понимаешь ли, блядь, нахуй, с оружием, блядь. Чё за нахуй? Вступай на видео реклама русской общины в автобусе ХМО, откуда у русской общины такие деньги, чтобы рекламировать себя в автобусах. Сидят, молчат, смотрят, впитывают. Ебанизм. Кутак башлар. Это напишу им прям комментарий. Башкирт bilan Totar ko'brak qorasi mana shundayni HMOdami? Hozir mana sizga da kelib jetayin bu hayvonlik. Ko'brak qorag'iz o'ranigiz, как говорится. Uruslarni sigirga только o'ranigiz. Ol yoqib bo'lmasdan, manqurt bo'lmasdan. Angladingizmi? Тоже мне, блядь. Ну вот, да, вот Батыр Талпар. Я сегодня читал об этом тоже. Как, блядь, пропагандоны, нахуй, проебали, нахуй, машину, блядь, в Сирии, короче. Тачки ихние, блядь, отобрали эти боевики. Последствия израильского авиаудара в центре Газы. Ну да, ну а что они могут сделать? Мечеть взорвали. Вот это, минарет мечети, блядь. Как это? Ну да. Что они могут еще сделать? Бомбить, как узкожопые, такие же. Одинаковые черти, блядь. Что я могу сказать, блядь? Так, продолжим запись. Так, то, что я читал, уже читал. Опять гаишники стоят. Сейчас подойдут, дербанить будут. К водителю подходите. Добрый день, причина остановки. Что у вас, рейд какой или план, перехват, смотрю, всех останавливаете. Давайте договоримся, я в печенюке еду дальше, добро? Давай, держите мне. А тебе, друг. На, не ругайтесь. Взятки всем дам. Два медведя, короче, в дороге. Народу только поржать туда-сюда, ну, блядь, ну, так уж Куштау-Байрам подсовывает всякие приколы тоже. Понятно. Два медвежонка по дороге, подобие гаишников, просят похавать. А почему? Потому что разруха нахуй. Жрать нечего, блядь, в лесу и так далее. Потому что, блядь, природу разъебали по всей России, блядь, нахуй. Они вылазят уже по дорогам, нахуй, пожрать ищут. Кышканы особенно. В это время они должны спать, какого хуя они не спят вообще-то, блядь. Так, Шойгу встречается с главой МВД Афганистана, некогда самым разыскиваемым боевиком Талибана Сираджуддином Хаккани в Кабуле. Какой стыд. Какой стыд. Ну, тут копернули, просто кинули. Насчет этого я вам добавлю одну вещь. Насчет них. Стыд, не стыд. Без этих узкожопых нужно будет строить дружбу народов со всеми. Потому что наша, как говорится, республика Башкортостан с Татарстаном, она не должна, как говорится, воевать уже после вот этой нахуй разрухи Москвы. Потому что мы ни под кем не будем нахуй. И нас кто-то нахуй не заставит воевать нахуй где-то за что-то, блядь. Хуй поймешь, что, блядь. Поэтому бізге бірләшергә кирәк была. Чтобы на нас, блядь, никто нахуй мозги не ебал. Казахстан, Узбекистан. Надо будет договориться с Афганом тоже. Кыргызстан, Таджикистан. Может, еще добавим Пакистан.
посмотрим. И смотря какие как бы дороги будет строиться, какая территория, что, почем. Вот эти дружбы нам нужно будет создавать. По-другому никак. Потому что Москва в любое время может проснуться с кем-то. А чтобы она, пидораска нахуй, еще раз не проснулась, нам уже нужно будет так вести диалог, чтобы, блядь, нахуй, допустим, блядь, в данный момент Манкуртский Казахстаном, Узбекистаном вдруг, блядь, еще без туше тұрған болса, Башқұртстанмен Татарстанға, блядь, хуякс нахуй, блядь, их, блядь, не перехватила Москва. Понимаете? Как сегодня, блядь, пидор ездил, блядь, в Астану, блядь. Этот пидорек, блядь, Путин, блядь. Поэтому у нас вот эта тема должна быть однозначно, как говорится, договороспособной быть. В то же время напомню интересный момент тут. Конечно, все было наоборот. По истории, блядь. Разочарую, блядь, башкиртларна, татарларна. Все наоборот сверху вниз пошло. Как в Азии говорят, татарлар, наоборот, бастырып барганлар Туркестанга, Узбекистанга. Как переводчики, получается, узкожопым, переводя узбекский татарским. Понимаете как? Обидно, да, блядь? Звучит интересно, но обидно. И удивительно, да? Что наши предки были такими пидорасами в одной части. А нәрсәгә? Потому что акчага сатылу, күтенә сигелү дигәне менә шул була. Акча артыннан барган халык, ул дигәне үзене түгел, ул үзене милләтен, үзене Алласын саткан халык була ул. Даже слово манкурт здесь слабо. Шайтан. Вот шайтан это конкретное название этим гнидам, блядь, которые это сделали, блядь, в истории. Из наших предков. И после этого, когда речь пойдет, допустим, про Афганы и так далее, сверху вниз или снизу вверх, мы должны понимать, что к нам Москва никогда не должна прийти уже больше. Никогда. Мы должны будем запомнить раз и навсегда эту хуйню, что мы сейчас, блядь, находясь, блядь, хуй поймешь где, блядь, подобно меня люди, которые не согласны, блядь, этим режимом, блядь. Думаем о Башкортостане, Татарстане, и эти действия наши должны идти таким образом, чтобы, блядь, без в истории, блядь, тарихта кала тұрған болсақ та, пидорас болып, сатқын болып, ишетілмеске тиішбіз. И шундай халықны біз должны или истребить, или нахуй в порядок привести такое наследие, оставшееся, блядь, после СССР, блядь. Или мы их нахуй, блядь, лечим, блядь, как постоянно говорю, в Китае, блядь, вот таких ебучих лагерях, блядь, как они, суки, нашим уйгурам, братьям сделали, гондоны. Или уничтожаем. Кыскасы, блядь, манкуртлардан құтылу юлы урыслар белән бергә аларны бөтенесен Мәскәүгә алып барып куярга нахуй. Үтермичә генә. Пусть они там ебутся вместе. И посмотрим, как они будут жить там вместе. Этим манкуртам явно узкожопые скажут, что вы чурки. И куда же они будут бежать, интересно, эти манкурты потом? Вот удивительный, блядь, тоже момент, блядь. Наверное, будут драить полы, нахуй. В Москве все. У русских. Если они останутся там еще. Этот черт, блядь, Песков, блядь. Ебанутый. Такую речь толкнул. Как будто самый умный, блядь.
Россияне не заметят скачок курса доллара, потому что у них зарплата в рублях, заявил Песков. А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение, сказал пресс-пидор, блядь, этот, блядь, путинский. В итоге МММ, Лохотрон в Русне, блядь, не от Мавроди шел, блядь, нахуй, а от власти, блядь, шло это все. Мавроди это хуйня. А вот настоящий МММ это при развале СССР, блядь, когда обнулились ваши бабки, нахуй, в банках у кого были. И так далее. Шуларга башкорт белән татар аңларга тиеш берәйберне. И другие, конечно, само собой. Всех перечислять уже порой надоедает. Аңларга тиеш, что, блядь, мы, да ведь, могли бы без этих ебучих рублей, блядь, жить. Когда у нас был бы свой башкорт һәм татар паспорта, внутренний загранпаспорт, ID-карта. Наконец-то акча. Безне акчабыз булыр. Башкорт бер сума, татар бер сума. Ну, ничек звучит, матур да? Представили, да? Понимаете, вот. А вы этого сами себя лишаете, живя с деревянным в обнимку рублем. И когда вам заливает какой-то пидор, блядь, пушок, блядь, о том, что, блядь, оказывается, блядь, манкурты не заметят, блядь, что, блядь, смена, блядь, произошла нахуй. Смена, блядь, этого, так скажем, рубля ихнего, блядь, гребаного. Интересно, блядь. Поэтому, исходя от этого, я считаю, что каждый себя уважающий человек, я думаю, он, наверное, сказал бы, наверное, желал бы, наверное, что Башкортостан и Татарстанда в его жизни, вот его личной жизни, там сколько тебе лет, неизвестно, допустим, да, в твоей жизни ты увидел бы свою независимую республику, как Казахстан, Узбекистан, и свои деньги, свой паспорт, и твою визу в паспорте. Допустим, поехал бы ты в Америку спокойно, из Уфы, представил, да, в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк куда-нибудь, и таким образом, чувствуя, что ты вернешься, и тебя никто не схватит, когда ты вернешься оттуда, и никто тебя не посадит в Башкортостане с Татарстаном. Потому что власть будет адекватная. И власть будет не против народа, а за народ. Понимаете? Поэтому, если бы у вас эта жилка в крови была бы, или хотя бы в мозге, блядь, вашем, нахуй, какой-нибудь, нахуй, атрофированном машине, блядь, хотя бы размером, блядь. Может, вы как-то думали бы, наверное, блядь, о том, что, блядь, да, блядь, давай мы создадим ебаную эту независимость, которую даже Муртаза Рахимов не смог сделать. Шаймиевым пидорасом, блядь. Понимаете, смысл какой идет? Шумарга, исходя от всех вот этих гребаных таких замашек, блядь, русни, то, что, блядь, вы не заметите падение рубля и так далее, повышение, это ложь. Это, блядь, без лоха жизнь плоха. Вот это, блядь, трактовка конкретно идет здесь, блядь. Напомню о своей теме. 2015 год. Мен шығып кетерге ойлаймын. Bütün әйберімні саттым, блядь, нахуй. Не поверите просто. Машинаны алғаным, допустим, $5000. А шул вакытта мен саттым аны. Скачок тоже был, ебаный скачок. 80 и 100 называется это скачок, блядь. А саттым, блядь, 2000-ге. Как вы скачок-то не понимаете, блядь? Что вы не заметите?
Еще как заметите, блядь. Это одна причина, это пример машины. До этого я вам говорил, что поднятие цен машин говорилось, да ведь? Это как раз мой пример. 2015 год, 10 лет назад. И сейчас уже не 80-100, а сейчас 100-120 курс. 80 койда, 120 койда и 60 койда. Понимаете? 2022 год. Еду в машине. Водитель пидорасийский армян. Город Саратов. Забыл запись в ТикТоке. Грузит тяжело. И там, блядь, лично сам помню, 22 год, лично сам помню, армян говорит, мы выебем, говорит, Украину. Мы, говорит, выебем Украину и Америку, и курс станет 30, говорит. 22 год. И в то время курс был, на самом деле, упал, блядь. В 50 где-то упал. 50 было где-то, блядь. Не спиздеть где-то, блядь. От 60 в 50 упал. Что-то такое, блядь. В интернете можете перепроверить. Он говорит, 30-ку, говорит, уроним, говорит, блядь. Как раньше. Помнишь, говорит, блядь? И всю дорогу он мне об этом пел, блядь. Мы с ним даже в некоторых местах перецапались. И он, этот пидор, мне орет, меня везет за мои деньги в такси, блядь. До границы Казахстана. Этот гандон мне говорит то, что я дезертир, блядь. Поэтому, ну, это пиздализ, нахуй, армянский, блядь. Подобие, нахуй, вот этих, блядь, гариков, хуяриков, блядь, которые там в Москве еще. Саркисяны, хуисяны, блядь, кисяганы, блядь. Кочегарки, нахуй, как их, нахуй, фамилии сраные. В итоге вот так вот. Поэтому, исходя от этого, курс, нахуй, 22 года, блядь, поднялся 120. В 15-м было 80, грубо. И вы не думайте, что вы, так скажем, блядь, башкиртар, татарлар, в общей кавычке, блядь, туганлар, что вы не проиграете, блядь. В первую очередь, нахуй, вы уже проиграли. Я вам скажу. Потому что Европада олган киши үзіні евро ақшасын, допустим, ішлесе, мен ішлемеймін бетін, ішлеген кіші. 1000 евро алған болса, Ресейде ол уже 1000 евросы 100 000, 86, блядь. В июле только 86, блядь. Вот пару месяцев назад, блядь. А хазар 120, представили, да? Получается, 1000 евросы хазар 120 000. А siz olgan 1000 бұрынғы 80 000'гіз 86 курс, ладно, хуй с ним, 86 000. 1000. Вы насколько проиграли, знаете? Об этом вам никто не скажет, блядь. Этот Пиздов, блядь, пиздит, блядь. Прям фамилия тоже Пиздов, а не Песков надо говорить, а Пиздов, блядь. Этот Пиздоболов, ваш, блядь, усатый хуй, не говорит о том, что, блядь, нахуй, 86'дан 120'ге нахуй. Мен математик болмасам да, аз болса да, блядь, алыс отуны білгеш, вроде бір екені қушырға үйренген біз енді, шул ебаный урыс мәктеплерінде. Плюс-минус знаем, дважды 2, 4, деп, блядь, отадары, ведь, нахуй, умножение, таблицу умножения ебаной, блядь. Исходя от этого, вы проиграли, блядь, оттуда 14 мында 20, блядь, 34 мыңға вы проиграли уже. Нихуя вы не победили, понимаете смысл? Точнее, не заметили тугел, а как, еще как заметили. 34 мың ақшағыз дегені ол 340 евро. Пижок, а 340 евро тугел да енді ол. Блядь, меньше еще, блядь. Грубо говоря, пусть по 100 даже, просто грубо будем считать. 340.
Если по 86 оно явно не 340 будет, еще больше. Ну, пусть будет, блядь, 350. 350 евро вы проебали. И вы будете рассказывать этому пиздову, блядь, о том, что да, дядя усатый нахуй, ты прав, блядь. Потому что вы манкурты. Вот это и называется нахуй, что быдло народ, лох, этому, блядь, правительству нужно. Умные там не нужны. Выебываться начинаешь, тебя, как он, шамана, блядь, закроют нахуй, психом сделают, наколят всякой хуйни, блядь. Если смотрели фильм, блядь, «Лоботомия». Вот, один раз лоботомия, хуякс нахуй. И все, ты кукушкой нахуй полетевший будешь. Вы думаете, что, блядь, в Русне нет лоботомии нахуй? Еще как есть, блядь. Лоботомия нахуй хорошо работает везде там, блядь. Шундыхаль, Дуслар. Шунарга, я считаю, блядь, это полный пиздец, нахуй. Итак, идемте дальше. Про это я сегодня говорил. Еще раз повторюсь, еще раз запишем, блядь, в этом эфире. Ну, надеюсь, это, блядь, перевод, конечно, но надеюсь, это будет правдой, и мы завтра в новостях услышим, что что-нибудь полетело, нахуй, до Казани, или там, блядь, до Читы, блядь, до Якутии, нахуй, ебануло, блядь, нахуй, какой-нибудь, нахуй, огромный, нахуй, бомбище, блядь. Тут перевод идет, блядь, оказывается, это я днем не читал. Political Committee НАТО after the Washington Summit, короче, Невзоров, короче, откуда откопал это и перевел для нас. Давайте прочитаем, что он сказал. НАТО приняло резолюцию, почти полностью посвященную Украине. Одним из важнейших пунктов является пункт с призывом предоставить Украине ракетопоражающие цели на 1000 и 5500 км. Нормально. Нормально. В тот раз, помните, считали с края, так скажем, Украины до Уфы 1500, а сейчас, наверное, изнутри уже как до захваченных мест 2000, короче. 2000, а это 5500. Нормально. До Читы как раз долетает. Чита, Биробиджан, хуякс, блядь, нормально, нормально. Я буду рад, блядь. Ебаните туда. Спящий народ, блядь. Вероятно, имеется в виду ракеты Томагавки, блядь. Также идет речь о финансовой поддержке в 40 биллионов. 40 биллионов, блядь. Даже не миллионов, блядь. В следующем году. В сотрудничестве, обучении и интеграции с ВСУ и, разумеется, поддержки мирного плана Зеленского, что касается России. И осуждают санкции, будут... Что касается России, ее осуждают. Санкции будут ужесточать. А в случае угрозы НАТО оставляет за собой право нанести превентивный удар. Получается, если даже придет этот хуеплет Трамп, который, блядь, в десна целуется, блядь, с евреями, блядь, нахуй. НАТО, блядь, это НАТО, нахуй. Америка, нахуй, пошлют нахуй. Вот и все. Исходя от этого, блядь, это уже какая-то шанс, если, как всегда я говорю, блядь, заднюю не врубят, не обоссутся нахуй европейцы, то вот эта тема, это уже охуенная тема, и НАТО, надеюсь, блядь, осознала это, блядь. И очковтирательством, надеюсь, не занимается. И, как говорится, в этот раз, надеюсь, не наебет нахуй украинцев, в конце до концов, нахуй, по доставке и по стрельбищам разрешат. А не так, что, блядь, да, доставили, и оно будет стоять, нахуй, глаза мозолить, нахуй. Типа нельзя, блядь. А куда нахуй тогда, если на 5500 даешь, хули на них смотреть, блядь? В музей, что ли, блядь? Ну, явно, конечно, если оно попало бы в Украину, они не будут спрашивать. Давно бы, блядь, Зеленский ёбнул бы нахуй по Кремлю, блядь. И вот самая идейная тема, конечно, я бы, конечно, не в Читу ебашил бы. Нахуя?
лаптоногих убивать, блядь. Москву надо ебашить, блядь. Но для Москвы даже 5500 это дохуя. Там, блядь, лететь-то хуйня. 1000 хватит, блядь. С Курска, блядь. С Курска, блядь, до Москвы, блядь. А от силы нахуй 800-750 км, блядь. Если у меня память нахуй не изменяет, блядь. Примерно так. Шунарга, туганлар. Я считаю, что, блядь, бізге однозначно нужно, блядь, вот это поеботину, блядь, с Москвой решить. Как говорится, даже, так скажем, блядь, так же, как и украинцы, не жалуясь, не спрашивая чего-то, блядь, у кого-то. Нам нужно самим собраться и пойти до Москвы. Все, наша задача будет там решена конкретно, блядь. Не нужно даже будет нахуй что-то там думать, придумывать, искать какие-то томагавки, блядь, еще что-то, блядь. Bizning qo'limiz oyog'imiz bor ekan, qo'limizga bir narsa sanyak bo'lsa da tutib bora olamiz biz. Я так уж, блядь, утрирую, блядь. Так, сейчас я. Секунд. Так, что за номер-то был, блядь? Забыл уже, блядь. Умбиш ничем екенmi? Умбиш вроде бы. Я уже не помню, блядь. Надеюсь, блядь, 15-й, не помню, блядь. Надо было записывать, мне кажется. В ночь ундорт, умбиш. Так, дальше. Так, окей. Записать. Так, надо записать. 16-й потом будет. Шундыхаль, Дуслар. Так, 16. Будет потом. Это хоть новость какая-то интересная, блядь. Все-таки. Нормально, 12 просмотров уже. 12 просмотров идет. 12 стрима 12 просмотров. И ниже там тоже есть по-всякому. Так, самое большее это просмотрели 43 просмотра. И самый первый 106 просмотров. Ну да, вот здесь как бы смотрят, конечно, здесь не наши. Смотрят весь Казахстан. О, Дурс Айтасас. Ну, здесь как бы написали. Получается, в ТикТоке, как оно проходит, я не знаю, как оно там, Юрию, ну, Юрийничек, блядь. Не то, что Ютуб, блядь, Ютубе хрень полная, блядь, непонятная. Так. Интересно. Так, идемте дальше. Также записываем. Похуй. Идем записываем дальше. Потому что все равно эфиры шлямадың мы так. Дальше продолжаем, туганлар. Кипр лишил гражданства 77 человек, среди которых Олег Дерипаска, бывший топ-менеджер Лукойла Али Беглов, акционер Альфа-групп Алексей Кузьмичев, основатель и акционер группы Сафмар Михаил Гуцереев, бывший мэр Челябинска и губернатор Челябинской области Михаил Юрьевич, экс-председатель Совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, владелец Русагро Вадим Машкович, совладелец сети магазинов «Зенитский сцен» Фикс Прайс Сергей Ломакин, экс-следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, а также многочисленные жены депутатов Госдумы, бывшие топ-менеджеры про бизнес-банка и финансовой группы Life, Александр Железняк, Ярослав Алексеев, Александр Ломов и сооснователь банка «Точка» Эдуард Пантелеев, сообщает издание Политис.
Вероятно, паспорта были получены незаконным мошенническим путем. Железняк и товарищи из группы Лайв, видимо, те самые из расследования про ФБК. Понятно. Короче, 77 человек лишены, короче. Заебись. Будут искать, как говорится, снова, блядь, пристанище себе, блядь. Кочаклар, так скажем, блядь. Не мы, а эти, блядь, напиздили, блядь, и съебались. Как говорится, нам похуй на них должно быть. Да, вот интересная тема, блядь, вот прям. Община мира такую тему откуда-то откопытила. Платон, блядь. Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Ну да. Как в исламе говорят, вот типа на ваше вот это тупизм, так скажем, вам такие, блядь, попадаются диктаторы в виде Каримова, Тукайки там и так далее. Поэтому, исходя от этого, мы отдалились от ислама. Но это как бы написано Платоном, конечно, блядь, нахуй. Каким-то, блядь, хуй помешан. Не мусульманин явно, блядь. Но суть ясна. Суть ясна и к месту в 21 веке, блядь. От бездействия по установлению справедливости наступает несправедливость. И это справедливо. Наказание – расплата за бездействие. А я вам как раз до этого говорил. Харакат кылсаң, баракат бира Аллах Та'аля. Может, я чуть-чуть по-другому говорил это, а вот здесь вот он говорит прям на русском, по-русски, по-узкожоповскому, чтобы все поняли. А в моей интерпретации оно как-то звучало со стороны ислама. Более, наверное, мощнее, как говорится, продиктовка идет, наверное, про этот, когда напоминаешь Аллаха. Поэтому Платона, я думаю, тут не стоит даже слушать, а слушать нужно Коран, и слушать нужно, как говорится, свое сердце. Что наше harakatsizlik bizni o'zimizni o'tira. Qo'rquv. Mana не то, что бездействие даже, а Alloh taolam bizga yurakka hozir уже qo'rquvni da tushirib qo'ygan. Chunki biz Alloh taolamga biz so'rab yurmaymiz. Onlarga o'tinmaymiz. O'tinuvimiz yo'q. Biz o'tinamiz Oqshaga и Путинга. Вот наша, как говорится, проблема. Вот где наш страх. И даже у тех, грубо говоря, в кавычках, невъебенных мусульманах, которые, блядь, нахуй, биш мәртәбә намаз укый, витр намазын укый, төнне тұрып, еще нәрсәсен укый, тахаджудын укый. Блядь, берсе юк, нахуй. Берсе юк, блядь. Вот на орбите ни одного нахуй я не вижу, блядь. Есть там пару людей, конечно, понятно. Не в счет они. Они уже в нашей траектории. А вы еще вообще на Луне как будто бы, блин. Вас искать надо еще. Которые борются за свою власть. Курмадам аля. Ну да, вот, блядь. Очень интересный форум проходит в Уфе, блядь. Сидят, какой-то форум проходит. Приехала целая куча делегаций каких-то, да. А эти роются в телефоне, кто-то переписывается, другой в телефоне общается, другие спят. Вот. Эти костюмчики. Эти костюмеры, так скажем, блядь. Депутатские, блядь, придурки, блядь. Ни хрена себе, в телефоне место, говорит, забилось, блядь. Ебанутые, что ли?
Ну, в смысле, место забилось. В ТикТоке, наверное, забилось место, блядь, что ли? Я столько писал, забилось место. Просто охереваю я, блядь. Так. Окей. Стрим 16. Где забилось место, блядь? Вроде, блядь. В память телефона я доверял, блин. Забилось, блин. Клон, блин. Меня стримает это. Интересно, блин. Очень интересно, блин. Так что надо завязывать, надо, значит, с этим писаниной. Ну, видите, люди смотрят. 4 человека уже просмотрели там. Предпоследний. Так, ладно, уже запись не могу, там память забилась. Вот кино, блядь. То, блядь, аккумулятор, то память. Давайте, ладно, запись не будем уже делать, сейчас записывает, и все на это, наверное, закругляемся. Так, у Никитула как раз душ сағат отырған. Сегізден бошлаганами. Россияне начали забирать деньги с вкладов даже с высокими ставками. Треть крупнейших банков в октябре зафиксировала отток средств, это следует из данных ЦБ. Например, срочные вклады в Т-банке, ну это старый Тинькофф, блядь, сократились на 2,6% или на 45 миллиардов рублей, а в Росбанке на 5,8 или на 22 миллиарда рублей. Это пишет однажды в Башкирии. Это блядь, Рахимовой, блядь. Уже на мандалош недоделанная, блядь. Короче, бабки снимает, понятно, блядь. Все. Все, поняли они, блядь. Мурад Номад. Тут тоже прикол какой-то закинул. Вот и все. Теперь научно точно на цифрах доказано, что аналогов орешнику нет. Ни одно оружие мира не могло жахнуть так, чтобы рекордно рухнул доллар. Даже китайский удар ядерной бомбы по Тайваню не сделал бы того, что сделал орешник. Ну, такой подъеб, такой интересный подъеб, так скажем. Того, что, блядь, орешник, блядь, развалил, блядь, все дерьмо вместе взятое, блядь. Блядь, как оно может, блядь, память забить? Удивительная штука, блядь. Глюк телефона, мне кажется. Памяти до хера должно быть. Как посмотреть эту память сразу? Ладно, короче, Шундыхаль, Дуслар. На этом 4-часовой этот разбор полета, наверное. Да. Вот этого, да, вот как раз до него дошли. Давайте, вот, как раз вот этот, который я хотел его фамилию назвать, не смог. Хватит убивать, остановите, остановим войну. Он с такой плакатом вышел из СИЗО. Это политзаключенный Алексей Горинов. Он посажен на 7 лет за то, что называл войну войной. На языке власти это называется срок за фейки. Теперь ему вменяют еще и оправдание терроризма. Он должен был быть среди обменяемых политзаключенных. На суде он стоит с плакатом, призывая перестать убивать. Просто напоминаю, всех преступников, желающих поехать убивать на войну, сейчас освобождают от наказания. Да, 7. И до этого я говорил, в новостях говорили, что еще 3 года ему впаяли. Короче, 10, короче, будет теперь. Если, блядь, не 13. Если не 23. Ну, короче говоря, этого Алексея Горинова ебанули.
за фейки, за хуейки, блядь. Вот так вот. Ну, так сказать, блядь, жалко, не жалко. Вот по сравнению с сыном Алсынова и диктуя, так скажем, наше, как говорится, движение Башкортостан һәм Татарстан азатлыгы өчен, здесь как бы Горинов как бы не нашей компетенции. И видя, как башкорт малайы әтәсе өчен уже икенче җир җырлады бит инде. Шунардан соң мин уйлыйм, безне кайгыбыз үзебезгә җитәрлек. И менә шул, блядь, передрягадан чыгырга только без үзебез генә кирәкбез. Без үзебез генә эшләй алабыз, блядь, шундый хәл, что Мәскәүне дә югалтабыз, һәм үзебезне теге Müstakil Башкортстан белән Татарстанны легко корып, теге дәрәҗәсенә, җиренә җиткезә ала торган халыкбыз без. Без теге кемнәндер теге нәрсә дисәм була иде, авызына карап тора торган халык түгел дә инде. Эшчән, кулыбыздан бөтен әйбер килә, Аллага шөкер. Безгә похуй булырга тиеш. Поэтому мин призываю башкорт белән татарларны встать уже наконец-то, блядь, с этого позорного пути испуга и начать, блядь, борьбу против Москвы. Уже оружием на руках. А не просто словами, не просто вот здесь сидеть, нахуй, уткнувшись, блядь, в эти коробки, нахуй, с этими, блядь, нахуй, с картошкой и этим, блядь, хуйней вот этой. Завтраком, блядь, кукурузным, блядь. Поэтому безгә уже кулга мылтык алырга кирәк. Шуның белән Мәскәүгә юл алырга кирәк. Вот и все. Шундый хәл, туганнар. Давайте будем тырышырга. На самом деле у меня телефоном забился. Что с ним произошло, блядь? Наверное, вот это то, что остается от записи, забивается все, блядь. Телефон забился. Заебало уже, блядь. То понос, то, блядь, әллә нәрсәкәй в этих телефонах. Шундый хәл, дуслар. Короче говоря, давайте тырышабыз. Берләшергә, самое главное. Как тема у меня эфира сегодня было: Башкорт, Дагестан, Чечен, Татар берләшергә тиеш. Все. А не идти, блядь, как раньше, в 94-м убивать Чечню, а идти нужно на Москву. Сменить курс на Москву. Шулайрак. Рахмат, кем утырган. 2-3 кеше однозначно утырды. Хәзер 6 кеше утыра, 8 кеше утыра. Бөтенегезгә зур рахмат. Үзебездән булсагыз, еще күп рахмат. Кем утырган белмәйм. Шундый хәл. Исәнлек, саулык, куркуны үзегездән югалтырга һәм Мәскәүгә, как говорится, әзерләнергә. Үләсеңме, каласыңмы, үзеңне жәлләп утырырга түгел уже, бетте все. Потому что Украинга барып үзеңне жәлләми барган кешеләрне карап турып, Мәскәүгә баруны үзеңне жәлләсәң инде, это туры килмәй инде вообще. Поэтому без үзебезне жәлләргә тиеш түгелбез. Не жалеть себя за свою родину, за свою землю. И плюс еще добавил, вам это говорит человек, который родился в Узбекистане. Вот не забывайте об этом. Мен сезгә, башкорт белән татарга шуны әйтәм, что мен Башкортстан өчен үләргә әзермен. Ә сез әзерсезме? Менә шунарга давайте икенче стримга найдем ответ. Надеюсь, вас прибавится, и надеюсь, мы уже услышим тех людей, которые реально готовы взять в руки автомат и будут готовы на Москву идти. Хочу я видеть этих наемников, хочу видеть этих собственников, которые сами ответят за свою жизнь и ответят за нашу землю. А не вот этих ебаных контрактников, которые идут ради Москвы умирать хуй знает за что, блядь. Они даже не знают, за что они идут туда, блядь. Поэтому давайте без шунды мингреу булмыйк. Без битен шунды мал түгел дә инде. Шунарга безгә Мәскәү проблема, Мәскәүне генә без югалтырга тиешбез, и шул югалту белән үзебезне азатлыгыбызга без, как говорится, юл ачабыз. Шулай гына. Рахмат. Тогда хәерләшәбез как раз. Менә 4 сәгать булды ровно менә.
секутлар, блин. Исән сау.